үйген тұройсыңар, жазып үйген тұройсыңар, а это жазғанды на курстах же было. Курстан келат Венераны алганын. Жолдон чалатпай үйгө келип тигин окуп апен амега окуй деп. Я говорю, это вчера Салта возмущалась, сидела. Неме депчи. Здравствуйте. Здравствуйте. Неме кыла. Добрый день, коллеги. Вы меня слышите? Здравствуйте, вы меня слышите? Да, Валентина Васильевна, мы вас слышим очень хорошо. Проверьте, пожалуйста, презентация показывается, нет? Так. А вы совместную демонстрацию, Гульнара Франкельевна? Это не я же должна включить, а организаторы. Мы же не организаторы. Что это такое? Пока не получается что-то. Так, ну что вот надо сделать? Ну, мы видим ваш экран, Валентина Васильевна. А там презентация есть? Нет, это ваш, вот у вас запустить конференцию, да, у вас на экране сейчас? Да, вы вот это сверните и откройте презентацию, вот наверху. Это я знаю, да. Так, сейчас демонстрация экрана. Угу. Ну, получается, вообще вот этой нижней панели не управляем. Видна презентация? Прекрасно, да. Прекрасно. Ну все, тогда я пока сворачиваю. Сегодня же совещание в Zoom, наверное, надо пораньше выступить, да? Да, Валентина Васильевна, мы, наверное, сейчас, если Ахметова Нурлана Лымкуловна присоединится, она будет первая, вы вторая, хорошо? Хорошо, спасибо. Я уже подключилась. Здравствуйте, Нурлана Лымкуловна. Здравствуйте, здравствуйте. Еще же рано, да? Это рано, есть 8 минут, да. Да, еще есть 8 минут. Валентина Васильевна, сверните, пожалуйста, презентацию. Выйдите из режима демонстрации. Сейчас. Так, опять что-то у меня нет. Не то. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вышла я, да? Нет, пока. Там внизу вы должны нажать демонстрацию экрана и... совместная демонстрация сверху нужно закрыть. Сверху у вас. Да не сверху, вот было внизу, что-то исчезло. Остановить. Все, убрала? Да, все вы убрали. Здравствуйте, Нурлана Алмкуловна. Здравствуйте. Вот мои подключаются, Гульнара Франкельевна. Да, я подключилась, Иралива Рыс. Здравствуйте еще раз. Да, вот наши многие подключаются уже. Хорошо, да, спасибо. Жарко очень. Где я не вижу огонь? Вижу. Гульнара Франкельевна, мою Мадюань можно в конец, потому что она немножечко плохо говорит на русском языке.
Я вас включила микрофон. Хорошо, Нурлана Алымкуловна, хорошо. Да. Так. Я вон себе налила. Нет, у меня же есть вода. Я просто сегодня еще пила уже эту воду. Я думаю, что-то как-то вроде... Так. Доброе утро, уважаемые коллеги. Здравствуйте. И вас с наступающим праздником. Удачи, успехов вам всем. Творческих успехов. Спасибо. Семейного счастья. Пусть этот Новый год принесет нам очень много-много хороших дней. Да, спасибо вам тоже. Спасибо. Чего так хорошо от того, что
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Рады приветствовать всех участников 15-й международной научно-практической конференции «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании». 15-е Акмулинские чтения. Мы начинаем работу нашей секции «Изучение и продвижение русского языка и литературы в поликультурной среде». Модераторы нашей секции Юлия Александровна Шанина, доцент кафедры русской литературы Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Я, Кудинова Гульнара Франгелевна, заведующая кафедрой общего языкознания Педагогического университета. Очень рады всех видеть, надеемся на плодотворную работу. Я вот вижу наших друзей из Кыргызстана, тоже всех сердечно приветствуем, коллеги, и спасибо за участие. Мы с вами сейчас вместе делаем большой проект, да, по изучению функционирования русского языка в Кыргызстане, по обучению новым нетрадиционным методикам обучения русскому языку и литературе в поликультурной среде. И, конечно, вот эта конференция и эта секция, она как раз вот в духе нашей с вами совместной работы. Спасибо за то, что подключились, спасибо за участие. Коллеги, сегодня будет несколько докладов, будут выступать и учителя, и преподаватели высшей школы, и студенты, и аспиранты, и магистранты. Давайте сразу договоримся, что микрофон будет включен только у докладчика, чтобы у нас не было никакого постороннего шума в эфире. И вопросы можно задавать в чате. После этих вопросов докладчик на них ответит. У нас идет трансляция нашей с вами работы на канале YouTube. Канал Башкирского государственного педагогического университета. Можно и там тоже в чате задавать вопросы. Итак, коллеги, первый доклад. Разрешите предоставить слово нашим партнерам из Кыргызского национального университета. То, что мы дружим, об этом свидетельствует даже то, что вчера на открытии педагогического форума выступал ректор Кыргызского национального университета, на пленарном заседании нашей конференции выступал проректор Кыргызского национального университета, а на нашей секции выступает заведующая кафедрой, межфакультетской кафедрой русского языка Кыргызского национального университета имени Баласагына Ахметова Нурлан Алымкуловна, доктор наук, профессор. У нее совместный доклад вместе с преподавателем этой же кафедры Адигенеевой Арзыкан Бикибаевны. Коллеги, слушаем, задаем вопросы. Пожалуйста, Нурлан Алымкуловна, вам слово. Нурлан Алымкуловна, надо включить звук. Спасибо, Гульнара Франгелевна. Мы действительно очень близкие партнеры с Башкирским государственным университетом. Вы приезжали к нам в лучшие времена, и поэтому мы очень благодарны вам за то, что вы пригласили нас на эту конференцию. И я приветствую всех наших коллег. Здесь коллеги и из Аша, и из Нарына, и из многих вузов Киргизской республики. Поэтому я приветствую всех. И, конечно, приветствую коллег из Башкирского государственного педагогического университета, из Уфы. Тема моего доклада, она очень созвучна теме вашей конференции и темы вашей секции. Формирование поликультурной личности в процессе подготовки переводчиков.
Мы с Арзыкан Быкибаевной работаем на факультетах, которые готовят переводчики. У нас переводчики готовят киргизско-русский факультет, факультет русской филологии, киргизский факультет киргизской филологии, киргизско-китайский факультет готовит переводчиков. И, конечно, ну, я представила немножечко методологические основы формирования поликультурной личности в процессе подготовки переводчиков. Ну, это, конечно, тема очень актуальна. Поликультурная личность сейчас, вы знаете, в глобализующемся мире, в поликультурном мире, в полиязычном мире очень актуально готовить полиязычную личность в нашем Кыргызстане тоже необходимо, потому что в нашем Кыргызстане около 100 различных национальностей живут жители различной национальности. И у нас, конечно, существуют некоторые трения, но все-таки мы стараемся в рамках воспитательной работы, в рамках учебного процесса, мы стараемся воспитать толерантную личность, поликультурную личность. Здравствуйте всем, дорогие участники. Здравствуйте, Нурлана Лукуловна. Поликультурная личность. Что же такое поликультурная личность? Поликультурная личность – это личность, которая способна к позитивной и эффективной жизнедеятельности. В глобализирующемся мультикультурном мире она обладает развитием чувства толерантности и эмпатии, умением жить в мире и согласии с людьми, как представителями разных социокультурных групп, способная к успешному самоопределению и продуктивной профессиональной переводческой деятельности в условиях культурного и языкового многообразия общества. Гульнара Франгелевна, я передавала презентацию. Можно ее подключить? И вот я вот так нажала. Можно подключить презентацию, чтобы это были не только слова, но можно было бы и прочитать. Ну, конечно, личность, она является динамичной. Мир вокруг нас развивается во времени в геометрической прогрессии. И поэтому необходимо выделить в структуре поликультурной личности переводчика следующие компоненты. Это мотивационный, когнитивный, аффективный и поведенческий. Следующий слайд. Так, следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, поликультурная личность мы говорили. В структуре поликультурной личности переводчика выделяются следующие компоненты. Это мотивационный, когнитивный, аффективный и поведенческий. В чем заключена сущность мотивационного компонента? Мотивационный компонент, следующий слайд, пожалуйста. Мотивационный компонент – это мотивация к толерантному отношению к окружающим людям, которые независимо от инаковости, к аффилиации, стремления быть в обществе с другими людьми и, конечно, мотивация достижения успеха. Когнитивный компонент. Он включает в себя знание личностью о социокультурном многообразии, о современных тенденциях глобализации, феномене мультикультурности, о принципах, методах межкультурного взаимодействия и предотвращения конфликтов
обусловленных культурными различиями. Необходимость обращения к субъекту, а именно к языковой личности при изучении языка, была обоснована еще Карауловым. Аффективный компонент в структуре поликультурной направленности определяется такими личностными качествами, как способность к эмпатии и толерантность. И поведенческий компонент, который вытекает из первых компонентов, он характеризуется способностью эффективно решать профессиональные переводческие задачи при взаимодействии с представителями различных социокультур. Но главная отличительная черта формируемой поликультурной языковой личности заключается в том, что он может взаимодействовать на всех уровнях межкультурной коммуникации: общемировом, глобальном, межэтническом, межнациональном, межличностном. Последняя отличительная черта очень актуальна для нас, потому что у нас учатся студенты не только киргизы, но и студенты китайцы, поскольку мы граничим с Китаем. У нас учатся студенты из Пакистана на медицинском факультете. Вот сейчас, на данный момент, к нам приехало около 100 студентов из Пакистана. И поэтому на межличностном уровне, конечно, формирование поликультурной личности очень важно. И инновационная составляющая иноязычного образования заключается в формировании поликультурной языковой личности, личности, которая обладает способностью на когнитивном уровне понимать сходства и различия концептуальной системы представителей различных лингвокультур и в соответствии с этим осуществлять межкультурные взаимодействия на неродном и иностранном языках. Конечно, на основе овладения научной картиной мира и языковой картиной мира, которая обеспечивает взаимопонимание в ходе межкультурного общения и на поведенческом уровне. Каковы условия формирования поликультурной языковой личности? То, что мы стараемся сделать и сформировать эти условия именно в университете. Конечно, они должны осуществляться на институциональном уровне. Итак, условия. Во-первых, это культурологические условия. Культурное многообразие среды мира, страны, университета, как базовые условия, не только подтверждает ее поликультурность, но и определяет актуальность и значимость развития культурного плюрализма, основанного на диалоге культур, способного предоставить возможность человеку расширить собственное становление путем интеграции в своем сознании различных культурных средств. Этические условия. Они учитывают идеи поликультурности общества и этику поликультурного, межнационального общения, отражающие культурный опыт человечества в его конкретных этнонациональных этнических нормах. Воспитание этики, интеллигентности и культуры человека в современных условиях во всех ее аспектах и направлениях вряд ли возможно без учета психологического склада каждого народа, его традиций, обычаев и ценностей. Когнитивные условия. Они направлены на формирование активного познавательного интереса к своей и инонациональной культуре. В иноязычном образовании должна быть отражена самобытность и уникальность родной культуры. Формирование поликультурного познавательного интереса напрямую связано с решением проблемы приобщения будущего переводчика к
цивилизационным знаниям и духовным ценностям вместе с обеспечением этнической самоидентификации. Рефлексивные условия. Они обеспечивают знания, восприятие и приятие поликультурного многообразия для развития личности и прогресса цивилизации, становления духовно-нравственных представлений и оценок, связанных с мультикультурализмом. Вот именно поликультурное мышление и гуманитарная освещенность создают условия для положительной рефлексии. Ну, иностранцы, которые учатся на нашем факультете, они, конечно, сталкиваются с билингвизмом, о том, что нужно знать и русский язык, и киргизский язык, нужно знать и русскую культуру, и киргизскую культуру. И преподаватели, которые преподают русский язык для пакистанцев, для китайцев, они, конечно, учитывают и их инаковость, учитывают. Они им помогают адаптироваться к нашей среде, к нашей культуре. Задачей поликультурной личности, конечно, является требование межкультурного общения, такое умение, как употреблять язык в любой аутентичной ситуации межкультурного общения, осуществляя тем самым в различных формах обмен не только при неформальных контактах, но и в любых областях общественно-политической жизни. Поэтому межкультурная коммуникация – это всегда процесс общения, вербального или невербального, между коммуникантами, представляющими разные культуры и языки. Я 3 года работала в Китае, и что такое поликультурная личность, очень хорошо знаю, и какие должны быть условия формирования поликультурной личности. Китайский народ, он очень толерантный, и в Китае очень комфортно жить другим национальностям. И вот работая на киргизско-китайском факультете, ну, я старалась тоже вот распространить их идеи, принципы обучения, которые я применяла в Китае, распространить и для наших студентов. Исследователь Елизарова, которую все знают лингвисты и преподаватели иностранного языка, она предлагает определенные принципы формирования межкультурной компетенции. Можно следующий слайд? Например, принцип соизучения иностранного и родного языков. Следующий слайд, пожалуйста. Первый принцип – это принцип соизучения иностранного и родного языков. Вы прекрасно знаете, что при изучении иностранного языка, русского языка, который не является для нас иностранным языком, мы узнаем лучше о своем родном языке. И поэтому этот принцип является основным. Принцип учета лингвокультурных универсалей. Эти принципы, я говорила, предлагает известный ученый Елизарова. Принцип учета лингвокультурных универсалей. Третий принцип – принцип ценностного подхода к определению культурных компонентов иноязычной речи. Следующий принцип – принцип осознаваемости психологических процессов, связанных с межкультурным общением. В любом коллективе очень важно в первую очередь не профессиональные качества, а именно учет психологических особенностей, именно совместимость психологическая коллектива. Вот это в первую очередь всегда должно учитываться преподавателем.
принцип саморегуляции в условиях неопределенности происходящего. Вот этот принцип, конечно, тоже очень важен, потому что работая в другой стране, вы знаете, что сейчас наши студенты, у нас обучение, мы работаем в болонской системе, сейчас мобильность и студентов, и преподавателей, поэтому принцип саморегуляции в условиях неопределенности происходящего тоже очень важен. Ну и, конечно, принцип толерантности ко всем участникам межкультурного общения. Ну, то, что касается методов, как нужно развивать поликультурную личность, то можно предложить такие методы. Это интерактивное моделирование, ролевые игры, внеаудиторная работа. Это праздники, фестивали, конкурсы. Вот, например, на киргизско-китайском факультете мы и декан киргизско-китайского факультета, и мы помогаем устраивать китайские праздники. На своем факультете, на факультете журналистики, наши преподаватели, они показывали, как проводится Ноуруз, как проводят русские Пасхи, поскольку мы их обучаем русскому языку. Вот могут быть такие. Наши студенты участвовали в конкурсе, марафоне, онлайн-марафоне и читали стихи Мустай Карима. Я считаю, что это содействовало дружбе народов. Они узнали, кто такой Мустай Карим, и у нас более 200 видео было послано вам, да? Вот. Я тоже считаю, что это как бы вот формирование и поликультурной личности. Это были и студенты, и ученики школ. Я считаю, что это тоже как бы метод обучения поликультурности, мультикультурализму и так далее. Вот метод интерактивного моделирования, он связан с сознательным воспроизведением всевозможных индивидуальных и групповых ситуаций. Можно им предложить ситуации знакомства, поздравления, встреча в аэропорту делегации, подписание договора, банкет. Нужно давать им, конечно, шаблоны, чтобы они могли изучить способы и виды отношений при иноязычном общении. Конечно, это интерактивное моделирование, оно помогает облегчить начало процесса обучения, поскольку, кооперируя участников для совместной деятельности, оно создает более естественную обстановку для знакомства. Ну, я знаю, что у нас мало времени, я поэтому постараюсь завершить выступление. Ну, конечно, метод ролевых игр необходимо использовать. И, конечно, формирование навыков межкультурной коммуникации как методологической основы обучения иностранному языку и воспитание поликультурной личности становится весьма оправданным. Это связано с межкультурным обучением. И, конечно, необходимо учитывать лингвистические параметры. Это обучение безэквивалентной лексики. Необходимо их учить названиям праздников, традиций, устойчивых единиц, идиомов. Конечно, прагматические условия необходимо учитывать. Это умение правильно вести себя в иной языковой среде, научить их приветствиям, обращениям, пожеланиям, поздравлениям. Этические нормы необходимо им прививать. То есть они должны быть толерантными, должны быть, учитывать отношения к старшим женщинам. И, конечно, эстетические. Необходимо
чувствовать красоту иной культуры. Нельзя выказывать отвращение, отрицание, проявление инокультурных явлений. И понятие поликультурной языковой личности, конечно, сложно и многоаспектно. Очень много нужно учитывать факторов, условий, о которых я вам рассказала. Все. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Да, коллеги, задаем вопросы. У нас много участников, Да, больше 70 человек. Спасибо за такой интересный доклад. Нурлана Алымқұловна, можно вопрос? Да. Я, может быть, или прослушала, или не знаю. Вы говорили о толерантном воспитании, о путях его формирования, да, во время учебного процесса, и большой акцент делался на воспитательную неучебную работу. А вот мне интересно, можно эту работу проводить в рамках учебной работы? Может быть, на занятиях русского языка? Спасибо. Да, конечно, Махаббат, вы знаете, что язык и культура, конечно, взаимосвязаны. И невозможно это проводить не только во время воспитательной работы, вне аудиторной работы, но и во время, конечно, учебной работы. Конечно, вы же знаете, что вот, например, сейчас пакистанцы, которые приехали, они не знают ни одного слова на русском языке, они говорят только на английском. И, конечно, с ними в первую очередь необходимо обучать, конечно, и произношению, и словам приветствия и так далее. Ну, а на наших занятиях мы, конечно, обучаем научному стилю речи, потому что у нас всего 4 кредита, это 60 часов. И вы знаете, что нам приходится галопом по Европе, но в то же время, да, но в то же время необходимо все равно соизучение языка и культуры обязательно должно быть. Да, спасибо. Спасибо, коллеги. Еще есть вопросы? Ну, наверное, можно в чате написать. Да, если будут вопросы, пожалуйста, пишем свои вопросы в чате, и потом по окончании докладчик может вернуться, да, к этим вопросам. Нурлана Алымқұловна, спасибо вам большое за очень интересное сообщение. Мы действительно, здесь у нас тоже был готов вопрос, но я думаю, чтобы мы вначале послушаем всех выступающих, да, потом, если что, еще вернемся к этой актуальной теме. Для нас она тоже актуальна. В Башкирии проживает более 160 этносов, вот по последней переписи. Поэтому, конечно, проблемы, которые вы поднимаете, они для нас являются важными и значимыми. Спасибо, Нурлана Алымқұловна. Уважаемые коллеги, слушатели, участники, продолжим работу нашей секции. И следующее слово предоставляется профессору нашего университета, доктору филологических наук, заведующей кафедрой русской литературы нашего университета Борисовой Валентине Васильевне. Здравствуйте. Моя презентация включилась, видна? Да, все видно, Валентина Васильевна, очень хорошо. Хорошо. Вы видите тему доклада на слайде, и она выбрана случайно, поскольку в современной пушкинистике проблема религиозных источников пушкинского стихотворения, знаменитого пушкинского стихотворения, остается актуальной, нерешенной в силу того, что однозначного мнения о том, какой именно сюжет лег в основу стихотворения пророка, нет. А в то же время проблема данная чрезвычайно важна, поскольку знание контекста или даже наличие контекста обеспечивает и адекватное восприятие того или иного произведения. И в данном случае
очень важно выявить тот внешний культурный контекст, который, совпадая с внутренним, и определяет корректное восприятие и понимание шедевра русской лирики. Ну, хочу отметить сразу, что вот неоднозначность проблемы предполагает учет как истории создания пушкинского произведения, так и стоящей за ним традиции, которую сам автор обозначил. Итак, сейчас что-то у меня не переключается, ну ладно. Угу. Вот. Итак, всем известный пушкинский текст 26-го года. И хотелось бы еще раз акцентировать вот внимание на том, что он, конечно, может восприниматься и достаточно отвлеченно, так сказать, в общем контексте темы и образа пророка. Но все-таки нужно иметь в виду, что основными источниками этого стихотворения считаются христианские тексты. И это, конечно, правильно. Еще Белинский в свое время в качестве главного источника отметил 6-ю главу из книги пророка Исаии. Это Ветхий Завет. Ну и другие пушкинисты склонны связывать пушкинский текст с христианской традицией в целом. Ну вот, например, такой современный критик, как Александр Архангельский, считает, что пушкинский пророк связан с молитвой святого Иоанна Златоуста. Другие исследователи полагают, что здесь, кроме книги пророка Исаии, можно еще подключить, иметь в виду книгу пророка Иезекииля. И это действительно достаточно убедительно, потому что есть свидетельство Смирновой Рассет, которая, как известно, приятельствовала с Пушкиным, и она в своих воспоминаниях оставила следующее свидетельство о Пушкине. Рассказ его воспроизводит от имени Пушкина. «Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу. Это был Иезекииль. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Иезекииля я читал и раньше, на этот раз текст показался мне дивно прекрасным, я думаю, что лучше его понял». Ну, конечно, это вот авторитетное авторское свидетельство. И мы в своем докладе, собственно, в статье вместе с магистранткой Зульфией Сайфутдиновой добросовестно весь спектр вот подобных представлений о христианских источниках пушкинского стихотворения привели, в том числе и в многочисленных работах известной пушкинистки Татьяны Григорьевны Мальчуковой. Вот этот факт подчеркивается, что вот Пушкин показал в своем пророке обобщенный образ апостола Христа и так далее. И вот на этом фоне я начинаю уже проблематизировать, возникает необходимость все-таки определиться в источниках, не только в их количестве, не только в их, вот, содержании, но и во взаимосвязи. Вот на этом слайде вы видите, что уже пушкинисты давно учитывают, вот, по крайней мере, первое положение, что, конечно же, одна из главных традиций, которая Пушкиным была учтена, как учтена во всех стихотворениях на тему поэта и поэзии, это античная традиция, и оспорить это невозможно, потому что сам образ поэта-пророка действительно укоренен вот в этой мифологической почве. И здесь изначально, видите, намечен
здесь изначальным синтез обозначен двух тем религиозного пророчества и поэтического творчества, которые вот по самой своей сути и сблизились. Ну, вот второй тезис, я бы не сказала, что он достаточно однозначен и общепризнан. Здесь уже с научной точки зрения я, конечно, не сегодня только, а уже давно стремлюсь подчеркнуть вот это разнообразие и синтетизм религиозно-культурных традиций и источников пушкинского стихотворения. Ну, насчет Библии в целом и христианской традиции вы, наверное, уже поняли. Это основная тенденция современной пушкинистики. Ну, а вот связь с Кораном, конечно, далеко не всеми исследователями, да и читателями, пожалуй, Пушкина учитывается, а ведь она тоже налицо. И вот этот контекст я хотела бы и в данном случае обозначить. И я вот сколько занимаюсь историей русской литературы, столько и продолжаю удивляться тому, что вот эта тенденция в последнее время, естественно, нарастающая и ставшая определяющей, тенденция христианизации русской литературы преобладает. Ну, оспаривать ее не нужно. Действительно, русская литература изначально христианская, православная по духу. Но вместе с тем, если мы учитываем ее классический статус и открытый характер русской культуры и литературы в целом, мы не можем не брать во внимание и другие культурные традиции. Вот тот культурный, да, в целом, можно сказать, и социальный контекст, в котором находились наши писатели-классики и продолжают находиться. Вот. Так что вот это вот мое глубокое убеждение, что надо учитывать весь широкий контекст и не сужать его. Ну, причем тут Коран, можете вы сказать. Ну, во-первых, у меня есть авторитетные предшественники, правда, забытые, еще дореволюционный критик и пушкинист Николай Черняев одним из первых провел параллель между образом пророка у Пушкина и пророком ислама Мухаммедом. Ну вот что он сказал, критик XIX века. Пафос, язык и общий тон пушкинского пророка, так же, как и его метафоры, несмотря на то, что поэт пользовался в нем словами и формами церковно-славянского языка, дышат Востоком, но напоминают не Израиль, а мусульманский мир. И вот с этим нельзя не согласиться, потому что действительно вот, и творческая история стихотворения об этом свидетельствует, ведь пророк написан был сразу после цикла подражания Корану. И известен факт из биографии поэта о том, что в Михайловском он прочитал добросовестно небесную книгу мусульман и специально попросил младшего брата Льва прислать ему Коран, так же, как и Библию потом. Так что вот в результате чтения этих религиозных книг он обратился и к созданию религиозных лирических произведений, можно так сказать. Вот. И вы видите, на слайде вот эти два источника обозначены. Я не собираюсь вот говорить, какой из них приоритетный. Видимо, вот оба источника в творческом сознании Пушкина соединились, объединились, и вот так возникла единая библейско-кораническая основа его произведения. Ну, что именно из книги пророка Исаии, которого я сама довольно часто цитирую, по крайней мере, задавая вопросы студентам и коллегам, кто пойдет, кого пошлю я. Это обращение Бога к пророку Исаии, которому он доверил великую миссию.
Вот, ну, как видите, не каждый откликается на такое обращение. Тем не менее, вот Пушкин эту книгу учел, конечно, потому что, видите, он взял из 6 главы этой пророческой книги образ шестикрылого Серафима, мотивы очищения, прежде всего, сердца пророка и его высшего предназначения. Вот на этот момент хочу обратить особое внимание, потому что действительно рассечение вот, архангелом груди пророка и замена трепетного сердца пылающим углем – это, так сказать, последняя операция, проведенная над пророком будущим. И она является вот не только последней, но по результатам вот такого ритмического анализа как бы центральное место в стихотворении занимает. И вот эта операция, она не связана ни с одним из библейских источников. Об этом речь идет только в легендах, в сказаниях, в мусульманских легендах о Мухаммеде. Ну вот рассмотрим подробнее связи пушкинского стихотворения с мусульманской традицией. Ну, во-первых, это образ пустыни, с которого и начинается стихотворение. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Известно, что Мухаммед в начале своего поприща удалялся на целые дни в близкую к Мекке пустыню Хира. И еще Черняев полагал, что именно эти первые два стиха указывают на Мухаммеда, ибо он имел оба видения в то время, когда жил отшельником в пустынной местности, духовной жаждою томим. Ну и во-вторых, это образ архангела. «И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Деятельность посланника Аллаха началась именно с явления ангела, который сильно и продолжительно давил его во время сна. Ну, это когда Мухаммед в пещере Хира уединялся, заставляя прочесть слова в небесной книге. И заметим, что по-арабски слово «читай» имеет многозначный смысл. Это одновременно и читай наизусть, и говори, произноси и даже провозглашай. И вот в конце стихотворения Божий глаз повелевает пророку обходить моря и земли в исполнение его призвания. И Мухаммед также неоднократно и решительно заявлял, что он послан Богом к своему народу. Вот так результаты типологического и, можно сказать, интертекстуального анализа позволяют выявить связи пушкинского стихотворения с образами и мотивами мусульманских легенд о Мухаммеде. И отсюда вывод. Ну вот хотелось бы отметить, что ну, к некоторому сожалению, вот в пушкинистике пока такой вывод мало кто осмеливается делать и сказать, что гениальное пушкинское стихотворение Валентина Васильевна, вас не слышно, вы пропали. Меня слышно? Вас слышно, да, Валентина Васильевна пропала. Да, слышно вас. Валентина Васильевна, что-то, видимо, у нас все-таки интернет-соединение неустойчивое.
даже вот среди участников, да, не видно. Да, да. Ну ладно, тогда давайте пока остановимся, да, как Валентина Васильевна, у нее получится опять подключиться к нам. Мы ее тоже опять выведем в эфир. Коллеги, еще раз напоминаю, доклад интересный, вы видите это сравнение источников, да, стихотворения Пушкина «Пророк», именно религиозных источников из Библии, Корана. Если у вас будут вопросы, задавайте в чате. Валентина Васильевна давно занимается этой проблемой. Вот мы несколько раз уже и статьи ее читали, слушали ее выступления. Я думаю, эта проблематика вас тоже заинтересует. Ну, пока Валентина Васильевна подключается к нам, я предлагаю следующему докладчику дать слово. Дальше по программе у нас такой совместный доклад вместе с членами кафедры общего языкознания, с нашим коллективом небольшим. Это Гузель Мансуровна Курбангалеевой, Татьяны Юрьевны Капишевой и Поповой Екатерины Викторовной. Мы все, помимо того, что работаем на одной кафедре, работаем еще в Центре продвижения русского языка Башкирского государственного педагогического университета. Этот центр был создан в 2016 году. Там, что у меня Рима отправила, там какие строки. Вот. И плюс еще, не все сдают домашнее задание, не все высылают. Коллеги, пожалуйста, отключите микрофон. Да, я вижу. На почте это... Да, спасибо. О работе, о деятельности этого центра расскажет доцент кафедры общего языкознания, кандидат филологических наук Гузель Мансуровна Курбангалеева. Пожалуйста, вам слово, Гузель Мансуровна. Гузель Мансуровна, звук, пожалуйста, включите. Опять выключен. Так, здравствуйте, уважаемые участники конференции. Рада вас приветствовать в онлайн-формате, да, в нашем. И разрешите предложить вам свой доклад. Вернее, я как просто спикер, да, коллективного доклада об деятельности Центра изучения и продвижения русского языка БГПУ имени Акмуллы. Я начну трансляцию своего экрана. Итак, наш совместный доклад называется «О деятельности Центра изучения и продвижения русского языка БГПУ имени Акмуллы». Центр продвижения русского языка, как уже сказала Гульнара Франгелевна, его руководитель этого центра, был создан в 2016 году, когда были выиграны 2 гранта. Министерство образования и науки Российской Федерации и Педагогический университет стал опорным вузом по международной волонтерской программе «Послы русского языка в мире». В 2019 году Центр реорганизован в научно-образовательную лабораторию Центр изучения и продвижения русского языка. Итак, в общем, прошло 4 года со дня его основания, этого центра, и пришло время, наверное, подводить какие-то итоги, оценивать свою деятельность и намечать перспективы дальнейшей деятельности. Основной целью деятельности Центра является объединение, координация усилий ученых-исследователей, профессорско-преподавательского состава, других структур, различных организаций, учреждений по проведению научных исследований и образовательной работы в области функционирования русского языка в полилингвальном регионе, а также продвижение русского языка в полиэтнических и поликонфессиональных регионах Российской Федерации и за рубежом.
Задачи, среди задач, основных задач вы видите на экране: разработка и реализация научно-исследовательских проектов и программ по приоритетным и актуальным научным направлениям, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, государственной программе научно-технологического развития Российской Федерации и исследование функционирования и взаимодействия русского языка и других языков Российской Федерации в аспекте лингвистической безопасности. Это приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской Федерации. Вторая из задач – привлечение студентов к научной и образовательной деятельности и закрепление молодежи в сфере науки и образования. Третья задача – координация программы продвижения русского языка на территории соответствующих субъектов Российской Федерации и за рубежом. Организация образовательно-просветительских экспедиций наших студентов-волонтеров международной программы «Послы русского языка в мире» и республиканского молодежного движения по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан. В качестве четвертой задачи мы выделили следующее: разработка образовательных программ для различных контингентов, обучающихся на основе полученных научных результатов. И пятое – это организация работы подготовительного отделения БГПУ имени Акмуллы по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. Ну и разрешите вот подвести итоги как раз, как мы решали эти задачи и достигали этой цели на протяжении последних 4 лет. Ну, во-первых, первое, о чем мы хотим рассказать, это проект «Послы русского языка в мире». БГПУ, как опорный вуз по продвижению русского языка, курирует организацию образовательно-просветительских экспедиций волонтеров проекта «Послы русского языка в мире» в городских и сельских школах Республики Башкортостан. В числе участников программы 4 студента БГПУ имени Акмуллы, и к настоящему времени центром проведено 5 региональных экспедиций волонтеров данной международной программы, в которой приняло участие более 5000 школьников Республики Башкортостан и студентов из разных вузов России и зарубежья. Эти мероприятия имели большой общественный резонанс. Кроме того, наши студенты-послы русского языка в мире участвовали во многих зарубежных экспедициях программы. Вот были в Кыргызской республике, в Казахстане, Армении, Азербайджане и некоторых других. А также работали с одаренными детьми, иностранными школьниками в международных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Океан». Ну вот как раз посмотрите, пожалуйста, на слайде. На слайдах то, что мы делали, да, в различные годы. Это как раз то время, когда послы русского языка были свою сессию проводили как раз в Уфе. Мы создавали дневник экспедиции в Республике Башкортостан, международную волонтерскую программу и проводили ряд занятий как для самих волонтеров, так и волонтеры затем проводили свои занятия в школах Республики Башкортостан, в школах города Уфы и за пределами города, в районах. Это как раз фотографии, запечатлевшие вот те моменты, которые происходили в то время. Говоря о том, что после решения этой программы у нас возникли еще ряд других проектов. И успешный опыт работы в данном направлении позволил коллективу в 2019 году организовать республиканское молодежное движение за сохранение, развитие и популяризацию государственных языков народов Республики Башкортостан. За время работы научным коллективом преподавателей и сотрудников Центра изучения и продвижения русского языка выиграно около 15 федеральных и региональных грантов. Проведены следующие мероприятия, направленные на полноценное функционирование и развитие русского языка. Ну вот как раз здесь представлены на слайде некоторые из этих грантов, основные из грантов. Так, ну и вот те самые 5 региональных образовательных и культурно-просветительских экспедиций волонтеров в городских и сельских школах Башкортостана. Это вот уже
на территории нашей республики, в разных районах, в разных городских школах мы проводили вот эти мероприятия. Так, вот еще иллюстрации. Так, как раз о молодежном движении за сохранение, развитие, популяризации языков народов Республики Башкортостан. И, значит, вот последний, то, что проходилось уже в офлайн формате, то есть когда мы могли выезжать на какие-то площадки, да, вот в частности в районы нашей республики, и, в общем, достаточно продуктивно работали со школьниками на территории. Наши ловцы слов, тогда мы так назвали этих волонтеров. Так, ну и далее я бы хотела еще рассказать об одном виде деятельности. Это подготовительное отделение. Наше подготовительное отделение было открыто в 2017 году. Тогда нам удалось привлечь всего лишь 2 бюджетных места. Это были 2 слушателя из Ливана и Венесуэлы. Сейчас география значительно расширилась, и количество студентов достаточно большое, до нескольких десятков человек обучается на подготовительном отделении. Даже вот в условиях пандемии сейчас у нас уже в офлайн формате, значит, 6 человек, и в онлайн формате еще, сейчас я даже не могу точно привести цифру, но где-то около 10 человек в онлайн формате мы занимаемся в рамках подготовительного отделения. Ну и в соответствии с нацпроектом образования к концу 2024 года должно быть увеличено количество иностранных студентов, обучающихся в 2 раза в российских вузах, и показатели доли иностранных студентов как один из индикаторов интернациональной деятельности вуза используются при подсчете известных мировыми рейтингами университетов. Здесь и там, как нам кажется, надо найти комплексное решение вопросов интернационализации образования и увеличения контингента иностранных студентов. Это является актуальной задачей на современном этапе развития отечественной системы образования. Кроме экономических выгод, вернее, обучения иностранных студентов, Россия имеет стратегическое значение подготовку интеллектуальной элиты и распространение русского языка и культуры. Это повышает международное влияние России в мировом сообществе. Ну вот вы видите, что как работает наше подготовительное отделение. Это и основа профессиональной коммуникации на русском языке, это и русский язык как иностранный, и практическая методика преподавания русского языка. Кроме того, нашим центром были разработаны массовые открытые онлайн-курсы. Были разработаны для школьников и студентов «Я оратор, коммуникативный лидер», для преподавателей русского языка, практическая методика русского языка как иностранного, основы профессиональной коммуникации на русском языке для широких масс, то есть курсы повышения квалификации разносторонние, в том числе и повышение квалификации для учителей русского языка и литературы, для педагогов, работающих за рубежом. Так, ну вот вы видите как раз одну из видеолекций по общим требованиям к публичному выступлению, которую прочитала Гульнара Франгельевна Кудинова. Так, ну и, конечно же, наверное, важно рассказать нам о той нашей совместной программе с Киргизским университетом, которая называется
реализация моделей функционирования центров открытого образования на русском языке и обучение русскому языку на основе клубов по интересам среди профессиональных и профильных сообществ. Ну вот у нас уже существовал такой клуб по интересам «Слог», сообщество людей, открывающих границы. И мы вот в рамках нашего центра, я имею в виду, клуб этот уже был создан, и мы предполагали, что вот подобного рода сообщество может стать моделью функционирования Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в других республиках, значит, в республиках ближнего и дальнего зарубежья. Вот первый наш такой опыт – это как раз с республикой, взаимодействие с республикой, с Киргизской республикой. Цель этого проекта, как вы видите тоже на слайде, проект направлен на укрепление позиции русского языка, организацию системной работы по его продвижению за рубежом, популяризации российской культуры и науки и образования в мировом сообществе посредством активной информационной политики. Ну и задачи тоже вы видите на слайде: создание Центра продвижения русского языка имени Мустая Карима в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагана, организация клуба по интересам «Слог», объединяющего преподавателей, учителей русского языка и литературы, студентов профильных направлений Киргизской республики на базе Кыргызского национального университета Жусупа Баласагана, и организация на базе клуба мероприятий в онлайн-формате, направленных на популяризацию русского языка и повышение уровня владения русским языком учащихся студентов, учителей и преподавателей школ и вузов Республики Кыргызской республики. Актуальность и социальная общественная значимость данных мероприятий обусловлена необходимостью содействия дальнейшему продвижению русского языка и литературы и культуры в мире, а также развитию экспорта российских образовательных услуг в страны СНГ, что призвано укрепить позиции русского языка как средство межнационального общения и основы общего и профессионального образования на русском языке. Выбор в качестве площадки для реализации проекта Кыргызской республики обусловлен общими особенностями функционирования русского языка в поликультурном пространстве тюркоязычных регионов. Научно-педагогическая значимость проекта заключается не только в разработке и развитии нового содержания, форм, средств и методов обучения русскому языку и литературе инофонов и в масштабной культурно-просветительской деятельности с учетом идеи непрерывного гуманитарного образования. Партнером Башкирского государственного педагогического университета в реализации данного проекта является, как я уже говорила, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагана, сотрудничающий с целым рядом вузов и школ Республики Кыргызской республики и имеющий возможность обеспечить единое электронное образовательное пространство и подключить к мероприятиям не только академические и студенческие круги, но и учителей и учеников школ. Ну, собственно говоря, мы это уже с вами практически все проделали. Я прежде всего обращаюсь к нашим кыргызским коллегам, да, и к Нурлан Алымкуловне, да, благодаря вот ее деятельности, ее личной и деятельности кафедры всей, да, вот мы имеем возможность провести ряд мероприятий в онлайн-формате. Ну, эти мероприятия все отражены в социальной сети, да, в нашем как раз клубе «Слог», да, в сети ВКонтакте. Ну и, собственно говоря, на этом слайде вы видите, какие были запланированы мероприятия. Собственно говоря, практически все эти мероприятия уже проведены, и мы продвигаемся к подведению итогов. То есть 22 декабря состоится уже итоговое мероприятие, круглый стол, когда мы обсудим все плюсы и минусы нашего взаимодействия, да, и, значит, наверное, наметим какие-то перспективы будущего взаимодействия с нашими кыргызскими коллегами. Ну, вы видите на слайде, что мы создали клуб по интересам, да, «Слог», и, значит, информация. В общем, многие из вас подключены, да, в это сообщество в сети ВКонтакте. Уже проведены
ряд вебинаров «Изучаем русский язык с помощью электронных ресурсов», «Как слово наше отзовется», завершает свое, значит, продвижение международный онлайн-марафон «Читаем стихотворение» Мустая Карима, то есть получено действительно около 200 видео различных, да, которые сейчас просто мы оцениваем, подводим итоги. Ну и, конечно же, был вебинар «Работа с электронными лексикографическими источниками» и проведена была онлайн-лекция «Новые процессы в русском речевом этикете». Ну и самое главное, наверное, это создание электронного образовательного ресурса «Добро пожаловать в Башкортостан» для иностранцев, начинающих изучать русский язык. Мы вот буквально на днях уже выложим этот электронный ресурс, завершим, вернее, его вот апробацию на нашей онлайн-платформе. Так, и хочется в итоге сказать, что реализация данного проекта создает условия для развития молодежной и культурно-просветительской деятельности, популяризации русского языка среди широких слоев населения, в особенности молодежи, школьников и студентов Республики Башкортостан и Кыргызской Республики, и приобщение к русскому языку, к его культуре инофонов. Благодарю вас за внимание, и я буду рада ответить на вопросы. Наверное, даже мы можем совместно ответить вместе с Гульнарой Франгелевной, поскольку наш совместный доклад. Ну, еще, наверное, вы ряд выступлений на эту тему услышите сегодня. Спасибо. Спасибо, Гузель Мансуровна, за очень интересное представление работы нашего центра. Спасибо всем участникам нашего клуба «Слог». Здесь вот большинство присутствующих как раз участники этого клуба. А те, кто еще не вступил в наше сообщество, я активно призываю вступать и вместе дальше сотрудничать и работать по популяризации русского языка и литературы, по созданию каких-то новых совместных проектов. Нам очень приятно работать с вами. Коллеги, если так, ну вопросов я пока не вижу по этой теме, поэтому работаем дальше. Да? Если будут вопросы, задавайте, мы на них ответим. Так, следующий докладчик представит Юлия Александровна. Ну, и я хотела в завершении сказать о судьбе выступления Валентины Васильевны. Она подключилась, но сообщила, что, собственно, завершила свое выступление. Логическая точка, в общем-то, была поставлена. Поэтому, если кого-то заинтересовал доклад, то вы можете еще в чате оставить свои и суждения какие-то, и вопросы. И мы продвигаемся по программе дальше. И в программе следующий доклад заявлен. Это доклад нашей магистрантки Козловой Кристины Олеговны. Пожалуйста, Кристина, вы на связи? Да. Да, тогда вам слово. Можете включать демонстрацию экрана, ну и представляйте свой доклад. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Тема моего доклада «Послереволюционная картина мира в фельетонах Булгакова». Прежде всего, необходимо сказать о том, что в становлении Булгакова как писателя важную роль сыграла публицистика. Начало его творческого пути пришлось на сложные послереволюционные преобразования в стране, сатирическая, злободневная и оперативная публицистика Булгакова как нельзя лучше их отражала. Часто публицистике Булгакова литературоведы незаслуженно присваивают статус вторичной литературы по отношению к его знаменитым романам. Однако благодаря именно малой прозе Булгакову удалось не только отточить свое литературное мастерство, но найти и сформировать свой неповторимый стиль. Начинающий писатель в 20-е годы XX века активно сотрудничал с различными газетными изданиями, основными из которых были газеты «Гудок» и «Накануне». Популярность Булгакова как журналиста была связана с тем, что он виртуозно использовал характерные для жанра фельетона приемы, такие как сатира, гротеск, абсурд, и с их помощью писатель обнажал неприглядные реалии того времени, жестокость и уродство действительности.
Так, в своих фельетонных выступлениях Булгаков обращается к нескончаемым заседаниям и собраниям различных комиссий, которые были отличительной чертой советского строя. Например, в фельетоне «Не те брюки» автор повествует о совещании, которое длилось с 6 часов вечера и до рассвета. Участники обсуждали и корректировали колл-договор, и итогом заседания являлось то, что участники выяснили, что этот договор был не того года, и заседание поэтому закончилось ничем. Также в центре внимания булгаковских фельетонов оказались проблемы, связанные с бюрократией, бедностью и произволом, алкоголизмом и жилищным вопросом. Автор стремился показать быт, нравы обычных людей, уровень образования и культуры. Одной из насущих проблем того времени, волновавших самого автора, была проблема театра. Писатель вообще сам трепетно относился к театру. Для него он был храмом искусств, и поэтому Булгакова волновала его судьба в послереволюционные годы. И так в фельетоне «Ревизор с вышибанием» рассказывается о потасовке между членами клуба, которая перешла на сцену во время постановки гоголевской пьесы «Ревизор». Из-за инцидента классическое драматическое произведение приобрело иной смысл. Послереволюционная картина мира в фельетонной прозе Булгакова была тесно связана с проблемой просвещения и образования. Так в фельетоне «Лестница в рай» по сюжету рабочие хотели сдать книгу в библиотеку, но это у них не получалось, потому что лестница, ведущая в библиотеку, совершенно обледенела. На входе в библиотеку выстроилась очередь. Все, кто пытался попасть в здание, так и не смогли осилить и одолеть обмерзшие ступени. Кто-то покалечился, кто-то оделся порванной одеждой. И наблюдая за этой картиной, люди, которые стояли в очереди, решили не рисковать здоровьем и одеждой. И автор с иронией отмечает, что тьма поглотила их, а обледеневшая лестница стала камнем преткновения на пути к просвещению. И поэтому проблема отсутствия образования и культуры, по мнению Булгакова, затрагивала не только малограмотных людей, но и образованных. И в фельетоне «Электрическая лекция» повествуется о профессоре Рязанского строительного техникума, который постоянно путался в азах преподаваемой дисциплины и пытался научить тому, о чем сам не имел ни малейшего понятия. Он самоуверенно нес околесицу, и пока в конечном счете один из его студентов его не вывел на чистую воду и не разоблачил мнимого профессора. Писатель использует приемы сатиры с той целью, чтобы показать актуальные общественные проблемы или ситуации нелепыми, довести их до абсурда и так, чтобы эта нелепость была понятна всем. Таким образом, можно сказать о том, что новаторство публицистики Булгакова было в том, что он говорил о том, о чем другие журналисты и писатели молчали, поднимал на поверхность неудобные и острые вопросы, связанные с проблемами послереволюционной действительности. Фельетонная публицистика Булгакова послужила некой школой мастерства и сыграла важную роль в формировании послереволюционной картины мира, обнажая пороки общества того времени. Кристина, большое спасибо вам за интересный доклад, потому что это действительно та область наследия Булгакова. Булгаков, несомненно, классик 20 века, одна из таких существенных величин, но все-таки вот роман «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия», вот эти два произведения, они как бы затмили все остальное, и именно они в центре внимания, но, видимо, в силу хрестоматийности еще этих текстов. И у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот из этих фельетонов вы бы не могли назвать какой-то, который бы имел такой дидактический, что ли, потенциал и мог бы использоваться в школе, допустим, потому что место значительное занимает изучение творчества Булгакова в школьной программе. А как вы думаете, что-то из фельетонов
фельетонов можно было бы привлечь? Ведь изучается, допустим, Зощенко, да, сатира Маяковского, вот в этом ряду можно было бы что-то поставить из Булгакова. Ну, да, конечно, безусловно, можно было бы какие-то фельетоны выделить и в школьной программе проходить. Например, фельетон тот же самый «Не те брюки». Тут можно выделить межпредметные связи с историей, то, что бесконечные заседания комиссий различных были отличительной чертой советского строя. Ну, также показать проблемы, которые поднимал Булгаков в своих фельетонах, которые были характерной особенностью того времени. Ну, тот же самый фельетон «Лестница в рай», допустим, да, «Электрическая лекция», ну и прочее. Спасибо большое. Коллеги, может быть, участники, у кого-то, может, еще есть вопросы к Кристине? Спасибо. Спасибо. Тогда мы дальше переходим к следующему докладу. Гульнара Франклин, вам слово. Следующий докладчик, доцент кафедры общего языкознания Косов Александр Георгиевич. Ну, некоторые участники нашего сообщества СЛОК уже слышали его выступление на вебинаре. Ну, здесь присутствуют разные, да, представители разных вузов. И не все слышали этот очень интересный доклад Александра Георгиевича. Это была прямо целая лекция. Но сегодня вот он самое интересное из этого доклада нам представит. Тема «Электронные образовательные ресурсы по русскому языку». Слово вам, Александр Георгиевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Слышно, слышно и видно. Спасибо. Да, мы в ходе вебинара, как сказала Гульнара Франклиевна, уже говорили о большом количестве сайтов, посвященных изучению русского языка. Ну, вот здесь я как раз остановлюсь чисто на тех сайтах, на которых можно поработать со словарями, чисто со значениями слов или так или иначе посмотреть, как употребляется слово в русском языке. То есть вот остановимся только на некоторых из таких очень интересных сайтов. Вообще ресурсов, посвященных русскому языку, как мы говорили, их достаточно много. Это и есть и универсальные справочно-информационные порталы, это ресурсы, которые адресованы чисто филологам, то есть специализированные какие-то сайты. Это сайты методических журналов научных, сайты конкурсов и олимпиад для школьников. Это электронные словари русского языка, на которых представленный какой-то один словарь или, может быть, несколько словарей. Это интернет-библиотеки, есть чисто мультимедийные ресурсы, посвященные русскому языку, о которых тоже я говорил вот на вебинаре. Есть ресурсы для обучения русскому языку онлайн и ресурсы для преподавания чисто русского языка как иностранного, для преподавателей или тех, кто хочет изучать русский язык как иностранный. Ну вот, как я уже сказал, остановимся на некоторых ресурсах, посвященных именно словарям, на которых есть словари. И прежде всего, конечно, здесь заслуживает внимания вот сайт грамота.ру. Все, конечно, знают этот ресурс, кто изучает русский язык, потому что это один из самых старых ресурсов, ну, старых в хорошем смысле, да, самых таких ранних, первых появившихся ресурсов, посвященных русскому языку. В этом году исполняется 20 лет грамоте.ру. Ну и, конечно, грамоту прежде всего любят за словари, которые есть на этом ресурсе. А словарей здесь, в общем, достаточно много. Да, ну и вот скажу, что, конечно, сейчас многие люди пользуются именно электронными словарями, потому что это удобно. В первую очередь не нужно бежать в библиотеку или там лезть на полку и брать бумажный вариант и искать какое-то слово, а проще у всех в кармане смартфон, проще зайти на какой-то ресурс и
быстро вбить слово и проверить его. То есть это достаточно удобно. Вообще в сети словари представлены в двух видах. Во-первых, это PDF-форматы бумажных словарей. Ну, это с натяжкой можно сказать, что это электронные, да, словари. Это, в общем-то, конечно, не электронный словарь. И второй вариант – это именно электронные онлайн-словари, где вы сами страницы словаря не видите, вы видите электронную форму, в которой вбиваете нужное вам слово, и словарь по тому или иному словарю проверяет или дает вам ответ на то, как пишется слово, какое значение у этого слова, ну или другие какие-то характеристики данного слова, какие вам нужны. Так вот, на грамоте представлено несколько словарей. Вот это как раз электронные словари, не PDF-версии, а именно электронные словари. И прежде всего заслуживает внимания здесь вот русский орфографический словарь под редакцией Лопатина. Притом, да, в издании бумажном около 200 тысяч слов, а на грамоте.ру представлена более расширенная версия этого словаря. То есть здесь уже есть достаточно новые слова, которых нет в бумажной версии. Ну, например, вот флешмоб, хэштег, колл-центр, экзит-пол, коронавирус. Здесь можно вот проверить и даже посмотреть, как изменялось написание. Потому что, например, слово хэштег до 2012 года писалось вот через дефис, или коронавирус тоже до 2012 года писалось через дефис. И вот здесь представлено даже изменения. На грамоте.ру вот этот раздел называется «Проверка слова», потому что слово может быть написано с ошибкой, или вы можете подставить звездочку, если не знаете, какая буква стоит в том или ином месте, можете поставить вопросительный или восклицательный знак, и все равно результат сайт вам покажет, как правильно пишется данное слово. Кроме орфографического словаря, здесь есть, конечно, большой толковый словарь русского языка имени Кузнецова. Именно здесь, на грамоте.ру, в единственном месте в интернете, где официально размещен дальше данный словарь. Большой толковый словарь русского языка под редакцией Кузнецова. Это самый современный, самый новый толковый словарь из всех существующих на сегодняшний день. Вот этот словарь, вы забиваете слово, ну и проверяете вот значение данного слова. Например, вот слова, которые популярны были в этом году, их тоже можно проверить. Это очень удобно, потому что не нужно лезть в бумажный словарь. Также можно проверить по орфоэпическому словарю. В данном случае это представлен здесь словарь «Русское словесное ударение» Майи Владимировны Зарвы. Словарь синонимов, антонимов здесь есть, словарь собственных имен, а также управление в русском языке, словарь Дитмара Ильяшевича Розенталя. Вот. Притом, вот здесь мы видим, что есть чекбоксы, мы можем поставить галочки или наоборот снять галочки, если нам какие-то словари не нужны, то есть оставить, например, только толковый словарь или там орфографический словарь, словарь синонимов, антонимов и так далее. Вот. То есть, конечно, мы сразу с вами видим, что есть определенные преимущества электронного словаря перед бумажным, и вот можно выделить несколько таких преимуществ. Это, во-первых, поиск по запросу, сформированному живым языком, в том числе с ошибкой. То есть как пишется слово, если мы не знаем, мы можем написать с ошибкой, и словарь выдаст вам правильный вариант. Во-вторых, фильтрация словарной информации в соответствии с пользовательским запросом. То есть если вам нужно узнать значение слова, то вам не нужен словарь синонимов или антонимов, вы можете его не использовать. Далее, поиск по любой словоформе, то есть если вы не знаете начальную форму слова, можете задать любую форму данного слова, и словарь выдаст вам вариант, именно перебросит вас на словарную страницу начальной формы данного слова. Далее, объединенные системы поиска по словарным базам. То есть проверка по нескольким словарям. Это вот такая мечта любого лексикографа, если бы в одном словаре была дана характеристика, полная характеристика того или иного слова,
и происхождение, и синоним, и антоним дан был, и значение, конечно, слова. То есть вот это, конечно, можно сделать по электронному словарю. Ну и, конечно, очень такой интересный вариант – это гипертекст, то есть отсылочная система, когда в словарной статье есть возможность перехода на другую словарную статью через вот помету «см», «смотри», да, «смотри такое-то слово». Ты нажимаешь на это слово, и вас перебрасывают словарь на данную словарную статью. Ну, что еще интересного, вот есть на Грамоте.ру, это есть вообще какие бывают словари, раздел, то есть можно посмотреть, а также словари в сети интернет, то есть по Грамоте.ру можно посмотреть, какие бывают словари, и сразу перейти на сайт того или иного словаря. Вот такой прекрасный сайт Грамота.ру, где есть представлены несколько хороших словарей. Еще один портал – это культура письменной речи, gramma.ru. Если была Грамота.ру, то здесь gramma.ru. В общем, задачи этого проекта немножко другие, нежели Грамота.ру. Это помощь в владении вообще нормами современного русского литературного языка, навыками совершенствования письменной и устной. Здесь очень много материалов для школьников, для учителей, не только по русскому языку, но и по литературе. Есть методические рекомендации по написанию ЕГЭ и ОГЭ, по написанию итогового сочинения, то есть здесь очень много разных материалов, и так же, как на Грамоте есть справочное бюро, справочная служба, есть такая зона отдыха, где можно какие-то истории почитать. Но вот в отличие от Грамоты, здесь, в общем, раздел словари немножко другой. Он не так развит, как на Грамоте.ру. Почему? Потому что вот здесь представлен такой словарь, который называется «Новый и старый лексикон». Что это такое? Это словарь, который сформирован исключительно из запросов самих пользователей сайта. То есть если когда-то какой-то человек спрашивал, а что такое пандемия, то, в общем, это слово попадает вот в данный словарь, новый и старый лексикон. То есть словарь, созданный исключительно пользователями данного сайта. У него нет, естественно, авторов, но, конечно, авторы сайта, они опираются на какие-то словари, но прежде всего это словарь русского языка в 4 томах под редакцией Евгеньевой. Ну, нужно, конечно, отметить, что уже по современным меркам уже достаточно старенький словарь, в общем-то. То есть вот небольшое количество словарей, на которые опираются авторы данного портала. То есть здесь вот немножко другой раздел словарный, чем на Грамоте, но зато на Грамме очень много, еще раз повторяю, таких методических материалов. Далее еще один ресурс, который известен всем исследователям русского языка, это Национальный корпус русского языка ruscorpora.ru. Это именно ресурс для исследователей. Это не библиотека, хотя здесь огромное количество текстов, миллионы текстов на русском языке, в том числе из интернета, много текстов. Но, значит, здесь можно найти практически любое слово, которое употребляется в русском языке, но не для того, чтобы посмотреть его значение, а для того, чтобы посмотреть, как оно употребляется, как часто оно употребляется в русском языке, в каком окружении оно употребляется в русском языке. То есть вот такие характеристики можно посмотреть с 1800 по 2019 год. Можно посмотреть характеристику слов. Ну вот, например, да, и здесь можно строить такие вот очень интересные графики употребления слов. Например, я вот посмотрел, да, проверил себя здесь на этом сайте. Есть два слова, в общем, синонимичные: заплатить и уплатить. Мы можем сказать заплатить штраф и уплатить штраф, заплатить взнос и уплатить взнос. В общем-то, это синонимы, но чаще, мне показалось, да, чаще мы, конечно, в разговорной речи пользуемся словом «заплатить» за что-либо, нежели «уплатить». Как-то вот уплатить — это более такое какое-то либо официальное, либо слово немножко как бы устаревшее. И мы проверили, и получилось, что действительно вот заплатить, мы видим, что график вот слова заплатить у нас идет вверх,
а слово «уплатить» наоборот, график внизу. То есть вот и употребление, и количество употреблений, и количество вхождений, оно вот намного меньше, нежели у слова «заплатить». То есть наши ощущения нас не подвели, и вот при помощи этого прекрасного сайта можно подтвердить наши ощущения такие. На основе национального корпуса формируются многие словари русского языка. Они вот расположены на сайте Института русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова. Здесь тоже очень много интересных словарей. Ну, в частности, например, словарь, этимологический словарь, этимология и история слова, где опубликованы электронные версии этимологических словарей и книг, посвященных истории русского языка. Это такой академический пополняемый сайт, здесь очень много слов, здесь есть самый известный этимологический словарь русского языка под редакцией, ну, словарь Фасмера, конечно, здесь представлен. То есть, ну, единственное неудобство, что здесь словари представлены в программе Дежавю, да, то есть нужно установить на компьютер эту программу Дежавю, а потом уже пользоваться данным ресурсом. Еще один ресурс, академический орфографический ресурс, Академос. Здесь тоже представлен вот тот же орфографический словарь, что и на грамоте.ру под редакцией Лопатина. То есть и тоже расширенная версия этого словаря, более 200 тысяч слов здесь представлено на этом ресурсе. То есть тоже вот этот словарь здесь имеется. Еще один очень интересный ресурс, посвященный слову, это информационно-поисковая система орфографическое комментирование русского словаря. Но такое длинное название, но на самом деле это объяснение некоторых слов, почему они именно так пишутся. То есть это не просто вы можете проверить, как пишется слово, но вам здесь объяснят, почему именно так пишется слово, почему, скажем, грамота пишется с одной буквой «Н», а грамматика с двумя буквами «Н», потому что разное вхождение в русский язык, разное заимствование из разных языков. Ну вот пример словарной статьи, то есть здесь есть и правописание, и отсылка к правилу, в котором излагается, почему так пишется, а также почему это слово так пишется, потому что оно вот заимствовано из такого-то языка. То есть у нас проверка может быть заимствованных слов, то есть подсказываться, что слова пишутся именно так, потому что они заимствованы из тех или иных языков. То есть в том языке писалось именно так, вот в слове портмоне, например, да, из двух французских корней состоит это слово, во французском пишется именно с этими гласными, и в русском языке именно эти гласные. Или слово альбинос, аннулировать то же самое. Вот слово метис, да, метис и миксер, вроде бы однокоренные слова, но в итоге, да, они восходят к одному латинскому корню, микстус, но метис заимствован из французского, где уже была буква «е», а миксер заимствован из английского, где вот это «и» из латинского сохраняется. То есть поэтому метис и миксер, хотя и по происхождению слова восходят к одному корню латинскому, но пишутся по-разному. И вот на этом сайте у нас дается объяснение, почему эти слова пишутся по-разному. Объяснение может быть дано с опорой на историю русского языка, то есть если это слова славянского происхождения, ну, например, вот слово «перчатки», почему пишется так, потому что от слова «перст». Или слово «обаять», да, есть «обаять», «обаяние». И было в древнерусском языке слово «баять», «байка», отсюда «баян» тоже произошло. Вот можно таким образом проверять слово «обаять», например, словом «баять», вот, «байка», например, или слово «гончар». В итоге восходит, или можно в русском языке проверить словом «горн». Это слова этимологически родственные, хотя, конечно, в русском языке уже не являются однокоренными. То есть здесь вот можно
найти объяснение того или иного правила или отсылку к правилу. Если вы, например, сомневаетесь, а почему именно так пишется данное слово, вас сайт как бы переправит. А вот почитайте вот такой вот пункт правила. Далее еще один портал, это словари.ру, такой тоже портал для исследователей русского языка. Здесь представлено более 20 словарей русского языка, в том числе словарь Даля, словарь Ожегова-Шведовой и некоторые другие словари семантические в том числе. Ну, такой вот, если вам нужно, например, слово проверить по разным, значение слова проверить по разным словарям, то вот здесь как раз это можно сделать. Далее, сайт «Фундаментальная электронная библиотека», на котором полные академические издания произведений русских писателей и классиков, и в том числе хорошая подборка онлайн-словарей. Именно здесь есть большой академический 17-томный словарь, ну, филологи знают его как БАС, а также МАС, 4-томный словарь. Здесь и словарь Даля, и словарь Дмитрия Николаевича Ушакова представлен на этом сайте. То есть вот здесь тоже можно их найти. На сайте Института лингвистических исследований РАН, который находится в Санкт-Петербурге, тоже представлены некоторые словари. Во-первых, словарь русских народных говоров. Это словарь выходит с 1965 года. И идея словаря собрать такой русский диалектный материал. Притом большая часть этого словаря ориентируется на Даля. Ну, это, в общем, не электронный словарь, а это как раз вот то, о чем я говорил, это PDF-версия, это отсканированная версия бумажного словаря, то есть здесь представлены PDF-странички, то есть мы вот можем вот так полистать этот словарь, посмотреть его, то есть разные страницы прокрутить. Также здесь есть большой академический словарь русского языка, тот самый 17-томный словарь, тоже в PDF-версии, он на этом сайте представлен. Ну и вот такие сайты, посвященные именно словарям, где есть один или несколько словарей. Ну, вообще, конечно, очень интересно работать с электронными словарями, хотя, конечно, многие из нас имеют дома и бумажный словарь, и пользуются часто бумажными словарями. Это тоже прекрасно, потому что при помощи бумажного словаря мы тоже узнаем что-то новое, что-то полезное для себя. Ну, спасибо за внимание. Александр Георгиевич, большое спасибо вам. Демонстрацию, пожалуйста, экрана сверните. Участники работы нашей секции, пожалуйста, какие есть вопросы у вас к Александру Георгиевичу? Ну вот у меня возник такой вопрос. Доклад, конечно, очень интересный, и важно, что вы для нас вот это все систематизировали, то есть на какие-то сайты, да, допустим, какими-то я пользовалась, каких-то узнала сегодня впервые. Но вот такой вопрос возникает, как раз он исходит из последних ваших слов, а вообще какое-то есть будущее у бумажного словаря? Или все-таки мы все перейдем вот на такие электронные словари? Да, спасибо, Юлия Александровна, за вопрос. Думаю, что да, будущее, конечно, за электронными словарями. Почему? Потому что, конечно, даже самый новый бумажный словарь, который вот даже в этом году, если мы возьмем, выйдет, то бумажный словарь, вышедший в этом году, он уже на 10-15 лет устарел, потому что в нем не будет самых новых слов. А вот в электронном словаре, как я уже сказал, вот, например, орфографический словарь под редакцией Лопатина, то есть он как раз на сайте грамота.ру, там есть самые-самые новые слова, которых нет вот в том бумажном словаре, который выходит. Ну и потом, это, конечно, намного удобнее пользоваться электронными словарями. Хотя, конечно, даже еще несколько лет назад многие издательства, вершиной для многих издательств было издать бумажный словарь. Но мало кто сейчас, конечно, пользуется. Я вот прихожу в библиотеку и беру бумажный словарь, если мне нужно уточнить
страницы. Я всегда пользуюсь электронным словарем, например, на той же грамоте.ру словарь Кузнецова. Но если мне, например, нужно именно указать в какой-то работе, на какой странице данное слово есть в словаре, то я беру в руки бумажный вариант. В остальных случаях пользуюсь только электронными словарями и думаю, что будущее, конечно, за электронными словарями. Ну, например, большой Оксфордский словарь уже все, он не выходит вообще в бумажном виде. Это ждет и наши словари русского языка тоже. Большое спасибо. То есть, получается, вот я смотрю, наблюдаю за обучением сейчас своего сына и смотрю, в школах словари уже не учат, вообще не учат, как работать со словарями. И я какие-то попытки делаю со своей стороны, но, видимо, напрасно. Все-таки тенденция действительно такова, что мы будем только в электронном виде пользоваться словарями. Но важны, конечно, вот такие академические, да, источники. Спроси у Гугла, это, наверное, не из этой серии, да, как обычно, да. И Вики-словарь тоже, не пользуйтесь Вики-словарем. Ну да, вот, конечно, тут избирательный требуется подход. Большое вам спасибо. Я думаю, мы можем перейти к следующему докладу. И согласно программе, следующий доклад Нуриевой Диляры. Диляра, вы на связи? Да, я вас вижу, очень приятно. Диляра на сегодняшний день учитель русского языка и литературы, школа номер 44 в городе, в далеком для нас городе Сургуте. Очень рада вас видеть, очень приятно, что вы подключились. Пожалуйста, вам слово, представляйте свой доклад. Тема доклада «Жил мальчик в простой крестьянской семье. Воспоминания родных о Сергее Есенине». В настоящее время вопрос о творческой биографии Сергея Есенина по-прежнему остается в центре внимания. На рубеже 20-21 веков пристальное внимание уделяется современникам поэта. На наш взгляд, сегодня мемуары родных Сергея Есенина представляют наибольший интерес со стороны литературоведов. Свое происхождение Сергей Есенин никогда не скрывал. Вот что он говорит Блоку. Из богатой старообрядческой крестьянской семьи. В зависимости от различных обстоятельств поэт мог заменить богатую старообрядческую семью на простую. Родился Сергей Есенин в селе Константиново Рязанского уезда в семье Александра Никитича Есенина и Татьяны Федоровны Есениной, Титовой. У поэта были две младшие сестры, Екатерина и Александра. О маленьком Сереже с рождения говорили, что он был отмечен Богом, и воспоминания родных это подтверждают. Например, мать Есенина отмечает тягу к знаниям сына, его невероятную любовь к книгам. У него жадность была к учению, и знать все хотел, очень читал много. Сестра поэта Екатерина Есенина также не раз подчеркивала его любознательность. Он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. По мнению Татьяны Есениной, поэт был не только образованным, начитанным, но и щедрым, заботливым человеком. Мать поэта вспоминает беседу сына с Александром Никитичем. Покосили немного. Папа говорит, давай бросим, наймем, хватит с нас этого. Косьбу бросили, пришли домой, хватит с нас, я заработаю, пришлю. Поэт действительно финансово поддерживал родных, об этом вспоминала его сестра Екатерина. Зачем Сергей спрашивает отца, сколько надо прислать денег, чтобы вы по-человечески жили? 1920-21 года стали особенно трудными для семьи Есениных. Отсутствие отцовского заработка, голод, пожар дали о себе знать, и Сергей Есенин, находившийся тогда за границей, старался всячески помочь родным любыми способами. Он писал сестре: «Буду высылать пайки, ибо денег послать очень трудно. Отцу и матери 1000 приветов и добрых пожеланий. Им я буду высылать тоже посылки». Сестра Екатерина отмечает, что брат поддерживал семью не только финансово. Сергей старался, насколько это возможно, оградить меня от домашней работы. И младшая сестра Александра подтверждает высказывание Екатерины. Мог помогать в лугах на сенокосе, и эту работу Сергей очень любил. Каждый год, приезжая на лето домой, в сенокосное время, он целые дни проводил в лугах, помогая косить сначала деду, а когда отец занимался сельским хозяйством, то отцу. Александра Есенина солидарна с мнением сестры о том, что поэт не жадный человек, а наоборот заботливый брат и сын. Галине Бенеславской Есенин пишет из Кавказа.
Я очень соскучился по Москве. Напишите, как, где живет Шура, как Екатерина и что с домом. В то время Александра Есенина только перебралась в Москву, и Сергей Есенин беспокоился о том, что ей негде жить. И практически в каждом письме Галине Бенеславской поэт давал указания, откуда можно получить деньги, либо отправлял на публикацию множество стихов, за которые можно было получить гонорар. Александра Есенина вспоминает, что ее брат никогда не выделял никого, любил практически всех одинаково. Сергей всегда равнял нас с сестрой, и благодаря его подаркам мы часто имели такие вещи, каких не было ни у кого из наших сверстников. Я помню, как-то он привез нам с Катей по платью. Привозил он нам сандалии, чулки, резиночку, которых в деревне тогда не было. Младшая сестра подчеркивает, он любил нас с сестрой, любил своих детей, всюду возил с собой их фотографии. Его всегда тянуло к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома. Однако семейного уюта, по мнению Александры, поэт так и не получил. Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он в сущности так и не имел до конца жизни. После приезда поэта в дом Есениных все оживало. Начиналась перестановка мебели, слышались громкие разговоры, и под общий бытовой шум Сергей Есенин начинал обустраивать свое рабочее место. На столе, за которым он работал, лежали книги, бумаги, карандаши, стояла настольная лампа с зеленым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов. В его комнате был идеальный порядок, вспоминала Александра Есенина. Особенно ярко Александра писала о внешних данных и характере поэта. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек. Но он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение. Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый, но вспылив, он тотчас же отходил, сердиться долго не мог. Сергей был опрятным человеком, по утрам подолгу полоскался в ванной и очень часто мыл голову. Любил хорошо одеваться, и его нельзя было застать неряшливо одетым в любое время дня. Он был человеком очень общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много. Вокруг Сергея всегда царило оживление. Однако нежных, приятных слов поэт говорить не любил, но от прикосновения руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от каких ласковых слов, вспоминает Александра. Сестра поэта отмечает, что поэт был гораст на всевозможные выдумки, умел и любил шутить. Как-то Александре Есениной Галина Бенеславская собрала кудрявые волосы на затылке, при такой прическе уши были открыты, и поэт по озорному попросил сестру повернуть немного голову и посмотреть в окно. Сестра, увидев эту лукавую улыбку, сразу поняла, что брат в этом находит нечто нелепое, смешное. Он ей говорит: «Да у тебя же уши разные», и громко смеется. Младшая сестра поэта никогда не скрывала алкогольную зависимость брата. Более того, она подчеркивала, как менялся поэт, употребив спиртное. Вина Сергей выпивал много. Он быстро хмелел, а захмелев становился раздражительным, неспокойным. Один же Сергей никогда не пил, лишь изредка. По какому-либо случаю в доме у нас появлялась бутылка. Самое первое, что сохранилось в памяти сына Сергея Есенина Константина, это приход отца весной 1920, а вот какого точно не знаю года. Вдруг появились модно одетые со вкусом люди. Одним из них был мужчина, светловолосый в сером костюме. Это был Есенин. Константин вспоминает об отце. Для нас это был незнакомый дяденька. И только подталкивание разных соседок, нянь, наших и чужих как-то зафиксировали внимание. Папа. Мы знали, что Мейерхольд папа второй, не настоящий, а первый папа был для нас незримой личностью, имя которого изредка произносилось взрослыми в разговорах. Так, особого внимания и заботы дети Есенина не получали. Зинаида Райх на расспросы знакомых отвечала: Есенин подарков детям не делает, говорит, что хочет, чтобы любили без подарков. Маленький Костя практически не чувствовал любовь отца, не успел получить его заботу и внимание. Спустя годы, став взрослым человеком, он скажет: фамилия Есенина дала мне возможность лучше увидеть, какой трудный, но славный путь прошли стихи отца, его имя. Таким образом, члены семьи, родственники Сергея Есенина вспоминают его, с одной стороны, как человека доброго, щедрого, отзывчивого. Родные поэта в лице его матери и сестер
отмечали, что от него исходили невероятная забота и любовь. С другой стороны, например, близкий друг семьи Сардановский полагал, что поэт не выказывал никакой любви к своей семье. По утверждению современника поэта, у людей посторонних создавалось впечатление, что Есенин даже враждебно относился к своей семье. И, возможно, поскольку по воспоминаниям других членов семьи, например, сына Константина, Есенин был невнимательным, равнодушным и грубым человеком. Все эти высказанные соображения позволяют сделать вывод о противоречивом характере Сергея Есенина. Спасибо за внимание. Большое спасибо за ваш доклад. Да. Да, может быть, у кого-то какие-то суждения есть или вопросы. Так, ну пока, может быть, в чате у нас появится вопрос. У меня вот такой вопрос к вам возник. Скажите, пожалуйста, а вы не сопоставляли вот воспоминания родных с воспоминаниями поэтов, современников Есенина? Потому что на самом деле мемуарная вот эта литература, она же была очень популярна в начале 20 века, и, в общем-то, скорее всего, я не интересовалась этим вопросом, но должно быть много воспоминаний, да? Вот вы в этом аспекте не рассматривали? Вот есть ли какая-то разница между тем, каким представляли Есенина его поэты-современники и его близкие? Что-то вот здесь именно очень, как сказать, ну, существенное, что дополняет, что ли, наше представление о поэте? Спасибо большое за вопрос, Александровна. Да, сопоставляла. Действительно, бытует такое мнение, что поэт Сергей Есенин был весьма такой характеристичной личностью, и поэт и писатель. Воспоминания современников подтверждают это. Конечно же, близкими для Есенина у кого-то включена камера, микрофон у кого-то включен, отключите, пожалуйста. Потому что, спасибо. Близкими, да, для Сергея Есенина оказались Блок, Городецкий, Клюев. Но, однако, противоречивые мнения о нем высказывали Зинаида Гиппиус, которая вот подчеркивала его страсть к алкоголю, и который говорил о том, что он скандалист, что он бьет своих жен и так далее. Вот. Да, все-таки это и современники, именно поэты и писатели. Спасибо вам большое за ответы, за участие. Будет включен микрофон, выключите нам немножко работать. Так, ну, давайте мы будем переходить к следующему докладу. Следующее слово предоставляется Сайфутдиновой Зульфие, она магистрант нашего института, и очень интересный ее доклад в том плане, что Зульфия участвовала в конкурсе. Я думаю, что она сама расскажет вот об этом достижении. Боюсь ошибиться в статусе и названии конкурса, просто вот я таких данных не выписала. Зульфия, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Моего доклада Сергей Тимофеевич Аксаков, Оля. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку и литературе. В современной школе государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе контрольно-измерительных материалов, КИМов. Проверка знаний, предметных умений и навыков по русскому языку и литературе осуществляется через задания, связанные с художественным текстом. При подготовке КИМов ЕГЭ по русскому языку и литературе большое значение имеет отбор текстов. Аксаковские тексты в этом отношении весьма поучительны, написаны прекрасным русским языком, с эстетической точки зрения совершенны, обладают большим духовным и нравственным потенциалом, способны эмоционально заражать современных школьников, несмотря на свою внешнюю архаичность. Сергей Тимофеевич Аксаков занимает видное место в истории отечественной литературы и культуры. Тонкий художник слова, Аксаков изображает жизнь природы и человека в их многообразных проявлениях и неразрывном единстве через восприятие как взрослого человека, так и ребенка. Его произведения обладают богатейшим педагогическим, воспитательным потенциалом, помогают формировать нравственные и эстетические качества человека,
показывают ему, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Не случайно современник Аксакова Тургенев подчеркивал: все мы должны у него учиться. В одном из авторских химов представлен ключевой фрагмент из повести писателя «Детские годы» Багрова «Внука». При первом приближении может показаться, что текст подтверждает традиционную репутацию Аксакова как писателя-натуралиста и создателя семейной хроники. Однако анализ основных словесных в нем дает основания для более широких выводов. В результате в авторском сознании выстраивается вполне определенный аксиологический ряд. Это природа, родительская любовь и вера в Бога, выступающие в качестве важнейшей особенности творческой индивидуальности Аксакова. Излюбленным приемом в художественном арсенале писателя является нанизывание однородных членов предложения, чаще всего эпитетов. Нередко за счет повторяющихся синтаксических схем прозаический слог Аксакова в ударных местах текста ритмизируется, переходя в стихопрозу. «Я видел все и понимал, я все слышал и видел». Также стоит отметить преимущественное обращение писателя к фигурам речи. Используя немногочисленные тропы, например, эпитеты, большей частью изобразительны и выполняют конкретную функцию предметного обозначения. На этом фоне особенно выразительны редкие метафоры. Мать не давала тухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственным дыханием. Так в тексте Аксакова отражают принципиальные особенности его творческой индивидуальности, иерархия главных ценностей и специфика использования художественных средств. На постижение этих особенностей и направлены задания, входящие в структуру и содержание КИМов ЕГЭ по русскому языку и литературе. При Институте филологического образования им педагогического университета имени Мустафиддина Акмуллы функционирует Центр подготовки ГИА по русскому языку и литературе. Каковы же результаты апробации КИМов по русскому языку и литературе, разработанных на основе текстов Аксакова? Во-первых, они вызвали несомненный интерес учителей и учеников в силу своего эксклюзивного характера. Не отличаясь от типовых вариантов контрольно-измерительных материалов, они, тем не менее, соответствуют всем необходимым требованиям, пройдя экспертизу. Разработчики КИМов являются членами Республиканской комиссии ЕГЭ по проверке письменных заданий по русскому языку с развернутым ответом. Вместе с тем, опыт показал, что, к сожалению, не все выпускники школ нашей республики хорошо знакомы с жизнью и творчеством Аксакова. Таким образом, выполняя задания по его текстам, учащиеся имели возможность расширить свои представления о писателе, получили стимул для продолжения знакомства с его наследием, прежде всего с такими произведениями, как «Семейная хроника», «Детские годы Багрова внука», «Очерк», «Буран» и другие. Кроме того, результаты и промежуточного и итогового контроля в рамках ЕГЭ наглядно подтверждают тот когнитивный диссонанс, который отличает современных школьников. Очевиден большой разрыв между системой ценностей, декларируемых русской классической литературой, и системой реальных ценностей молодежи, находящейся под влиянием массовой культуры, что сказывается на ее коммуникативном развитии. Оставляет желать лучшего и уровень сформированности коммуникативной компетенции школьников, в частности, умение строить собственные высказывания в соответствии с заданным типом речи. Поэтому обращение к текстам Аксакова призвано способствовать развитию речи. Конкретные результаты апробации представлены КИМов следующие. В целом, исходные тексты Аксакова оказались для учащихся достаточно сложными. Тем не менее, сочинения по всем вариантам показывают, что в целом выпускники поняли содержание аксаковских текстов, сумели выделить в них ключевые проблемы, роли природы в жизни человека, материнской любви. Школьников верно отметили в аксаковском тексте проблему выбора. Затруднения и ошибки были связаны не только с характеристикой авторской позиции, но и с комментарием проблемы текста. Во многих работах он подменяется пересказом. Школьники не показывают, не понимают, что автор раскрывает проблему и реализует свой художественный замысел. Довольно часто ученики отождествляют автора и героя текста, хотя произведение Аксакова носит автобиографический характер, автор и герой в них не одно лицо.
Лучше школьники справились с заданиями по третьему варианту, отметив в своих сочинениях проблемы воздействия или влияния природы на человека, взаимоотношения людей разных поколений и другое. Самым сложным оказался четвертый вариант. Не все выпускники уяснили смысл предложенного текста, наиболее архаичного восприятия современных школьников. Некоторые выпускники вообще не поняли его содержание, плохо представляли реалии усадебной жизни в XIX веке, специфику взаимоотношений между помещиками и крестьянами, между родителями и детьми. Не все учащиеся вникли в сложную психологическую и моральную проблематику, осмысляемую героем-рассказчиком. Хотя в целом проблема детского восприятия мира и человека, соотношение доброго и злого, были раскрыты учащимися. В такое непростое время наш центр не переставал работать. Мы перешли на дистанционный формат работы. Результат проверки одного сочинения вы видите на слайде. В конечном счете напрашивается вывод. До понимания богатого многогранного смысла произведения Аксакова доросли не все современные школьники. Поэтому задача их приобщения к высокой классике, в том числе и к текстам писателя нашего знаменитого земляка, остается актуальной. Наследие Аксакова должно занять достойное место в школе. У великого художника слова можно многому научиться. Ну, хотелось бы еще сказать, в каком же конкурсе я участвовала. Это премия Аксакова, организованная Советом городского округа города Уфы. И я стала лауреатом номинации «Научно-исследовательская работа». Вот. Так, я вас не слышу. Нет. Юлия Александровна, у вас звук не включили вы. Так, вот сейчас меня слышно, да? Не слышно, да. Спасибо, вы мне подсказали, спасибо большое. Не всегда дистанционно просто срабатывает пульт, извините. Хотела вам выразить благодарность, это действительно очень актуальная и форма популяризации наследия Аксакова, но еще вот такой есть у меня к вам вопрос встречный. Как вы считаете, а все-таки еще какие формы могут быть приобщения школьников к классике? Это вопрос очень большой, это вообще тема и проблема для всех учителей сегодня. Как все-таки вот, заставить здесь не то слово, заинтересовать, да, и действительно приобщить, открыть этот вот уникальный мир русской классической литературы, который от нас все больше отдаляется. То есть, когда я училась, нам еще 19 век казалось, он только прошел, да, а уже в 21 веке понимаешь, что он совсем уже далеко, и, естественно, эта дистанция, чем больше она становится, тем труднее восприятие. Вот как вы думаете, какие еще могут быть формы? Со школьниками можно проводить различные викторины, литературные гостиные, связанные с творчеством и жизнью Аксакова. Еще классные часы, почему бы нет, и многое другое можно придумать. Мероприятия, связанные с региональными с творчеством наших уфимских. Вот. Большое вам спасибо. Немножечко у нас действительно пропадает звук. Видимо, это вот связь такая, у нас много в конференции в самой. Но спасибо за ответы, и за участие, и за интересный доклад, Зульфия. Ну и далее по программе из заявленных докладов доклад совместный доцента нашей кафедры русской литературы, кандидат филологических наук Файзрахмановой Альфии Анваровны и ее студентки Васильевой Дарьи Николаевны, студентки 5-го курса русского отделения. Дарья, вы с нами на связи? Да, пожалуйста, вам слово. Я бы хотела представить фрагмент статьи, которую мы писали совместно с Альфией Анваровной в рамках ВКР.
тема которой – эволюция образа Рождества в текстах русских писателей. И тема моего доклада – это рождественская картина мира в современной прозе на примере рассказа Натальи Ключеревой «Юркино Рождество». Признанным образцом изображения рождественской картины мира в русской литературе принято считать повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя. Сюжет, связанный с изображением Рождества, привлекал у таких известных мастеров слова, как Достоевский, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев и многих других. И маленькое произведение, в основе которого лежало действие, связанное с величайшим христианским праздником, становилось явлением большой литературы. Сегодня рождественский рассказ связывают с разными традициями, народными, христианскими и светскими, и выделяют такие особенности жанровой и художественной специфики, как нравственная проблематика, счастливый финал, примирение врагов, мораль и назидательность. С конца 80-х годов XX века жанр рождественского рассказа переживает свое второе рождение. Его традиции продолжают современные писатели Серова, Чудинова, Вознесенская, Улицкая и многие другие. Обратимся к произведению современной литературы, которая, несмотря на соотнесенность к сакральному празднику, дает несколько иное видение рождественской картины мира. Это рассказ Натальи Ключеревой «Юркино Рождество». В рассказе действие происходит в дни зимних каникул, совпавшим с католическим Рождеством. И главный герой рассказа Юрка Кривов видит в магазине нарядную елку. Уткнувшись в праздничную витрину, он задохнулся от сокрушительного чувства, название которому не знал. Однако желание заполучить этот чудесный подарок не сбывается. Таким образом, традиционный сюжет рождественского рассказа нарушается. Фактически, рождественское чудо не происходит. Вообще, жизнь Юрки можно разделить на несколько этапов. Вначале показана жизнь маленького мальчика с пьющими родителями и надежда на рождественское чудо – покупка елки. Второй этап связан с крушением рождественской мечты, безразличием окружающих, которое вызывает у героя озлобленность. И, наконец, третий этап, новый этап жизни героя – это его новое имя и самостоятельная жизнь. Казалось бы, весь рассказ выстраивается на ключевых мотивах, из которых традиционно строится рождественский рассказ. Однако автор трансформирует их, демонстрируя сложный путь человека к собственному счастью. Обратимся к некоторым мотивам. Первый мотив – это мотив чуда. Увидев маленькую елку, Юрка последним невероятным усилием поверил, что может свершиться чудо, и она появится в его доме. По мнению исследователей, локализация концепта чуда происходит через мотив «почудилось», в смысле «поверилось». На самом деле чудо в дом не приходит, спившиеся родители не покупают елку на Рождество, и 11-летний сын начинает с ними бороться, выгоняет их из квартиры и живет самостоятельно. Однако, на наш взгляд, чудо свершается, ибо оно происходит в душе героя. Выживая в сложных условиях, мальчик не ожесточился, сохранил в душе милосердие и сострадание к матери. Любовь, которую сумел сохранять в сердце герой, и есть чудо. Следующий мотив – это мотив прощения. В рассказе, согласно канону рождественского произведения, главным героем выступает ребенок. Но автор делает главным героем не просто ребенка, а ребенка страдающего и обиженного. Так, в самом начале Юрка предстает перед нами обманутым, оскорбленным и вскоре вообще забытым своими родителями. Семья перестает быть душевным оплотом для героя ребенка. Мальчик, с детства натерпевшийся от пьянства родителей, однажды меняет замок двери, и так начинается его самостоятельная взрослая жизнь. И только став Юрьевым, он прощает матери ее бесчеловечные поступки и постоянное издевательство. Следующий мотив – это мотив дарения. Извините. На Рождество Юрка приносит матери большую елку, круг замыкается, рождественское чудо свершается, герой дарит матери ощущение праздника, которое не было у него в детстве, и ключевая идея видится в способности человека совершать чудо, уметь сострадать и прощать. Подведем итоги. На примере анализа рассказа Натальи Ключеревой можно сделать следующие выводы. Во-первых, современная литература, обратившаяся к жанру рождественского рассказа, открывает новые возможности диалога с окружающим миром. Во-вторых, переосмысление рождественского чуда при сохранении или трансформации жанрового канона рассказа ведет к переосмыслению образа героя,
с его способностью или неспособностью верить в присутствие высшей справедливости. И в-третьих, рождественская картина мира в современной прозе непременно связана с попыткой осознания важности проявления в человеке таких чувств, как добро, любовь и сострадание к ближнему. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Дарья. Очень интересный на самом деле аспект исследования, потому что вот это вот отказ от рождественского чуда и вообще его трансформация, это стало такой, ну, тенденцией, к сожалению, вот в литературе 20 века. Это очень такой характерный, что ли, аспект восприятия вот этой модели сюжетной новой. И действительно здесь многие исследователи в поисках вопроса о том, почему же вот эта вот такая архетипическая модель, основа, что ли, сознания такого, ну и христианского во многом, ну и, собственно, европейского и русского менталитета, почему оно вот настолько сильно трансформируется. И в чем же тогда вообще это чудо должно состоять, и на что же основная надежда, да, если не на чудо. Вот. Ну и вопросов у нас не поступило по данному докладу. Давайте мы перейдем к выступлению следующего участника. Мне очень приятно представить Шамсудинову Айгуль Аглямовну. Когда-то она была студенткой нашего университета. Сегодня она преподаватель Уфимского юридического института МВД. Приятно вас видеть, Айгуль. Пожалуйста, представляйте свой доклад. Здравствуйте, спасибо большое. Мне тоже очень приятно вас видеть. К тому же я все еще являюсь студентом Башкирского государственного педагогического университета, только магистрантом уже теперь. И сегодня я бы хотела рассказать о викторине на занятиях русского языка как иностранного. Как вы знаете, в миссию преподавателя РКИ входит не только обучение языку, но также и ознакомление иностранных обучающихся с важнейшей базовой информацией, необходимой для полного понимания языка. К такой информации мы можем отнести материалы о русской культуре, литературе, истории, географии. Дело в том, что при изучении русского языка как иностранного обучающийся испытывает ряд проблем, имеющих отношение не к собственному языку, а к сферам социальной, бытовой или исторической деятельности носителя языка. Правильное употребление или понимание некоторых слов или фраз часто предполагает знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно использовать, или элементарных сведений из истории, географии, политической реальности страны. Комплекс сведений о географии России, ее традициях, экономике, политике содержит курс страноведения, который входит в программу обучения, к сожалению, не на всех подготовительных факультетах российских вузов. Но в задачи основной дисциплины русский язык входит обязательный пункт – способствовать ознакомлению с русской национальной культурой и искусством. Таким образом, информация лингвостроноведческого характера является неотъемлемой частью процесса обучения РКИ, а также основной предпосылкой для овладения навыками общения, особенно когда обучающиеся принадлежат к разным этническим группам. Мы разработали занятия по РКИ с использованием викторины для иностранных обучающихся уровня А2, Б1. Данный формат, как показывает практика, позволяет сделать занятие более динамичным, увлекательным, запоминающимся, способствует активизации даже пассивных обучающихся, а также вносит соревновательный элемент. Предлагаемая нами викторина – это интеллектуальная командная игра, для победы в которой необходимо знание по русскому языку, литературе, истории, культуре, а также, конечно же, сообразительность и эрудиция. Игра состоит из 3 раундов, в каждом из которых участникам дается от 30 секунд до 1 минуты на подготовку ответа. Текст вопроса демонстрируется на экране и читается преподавателем, а ответы записываются участниками в специальные бланки. Побеждает, конечно же, в такой викторине команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всей игры. Если у нескольких команд одинаковые баллы, тогда победителем является та команда, которая набирает наибольшее количество баллов в последнем раунде, который является решающим. Давайте рассмотрим ход викторины. Итак, первый этап – организационный. На данном этапе нужно объяснить правила викторины обучающимся, разделить их на команды. Все на данном этапе получают специальные бланки для записи ответов. Эти бланки вы видите на экране. И пишут название своей команды. Следующий этап – основной.
собственно, проведение самой викторины. Как уже было сказано ранее, викторина состоит из 3 раундов. Первый раунд называется «Разминка», второй – «Русский язык», третий – «Россия». Давайте рассмотрим внимательнее каждый из них. Первый раунд. В нем предлагается 6 вопросов с 4 вариантами ответа по 30 секунд обсуждения каждый. За верный ответ команда получает 1 балл. Какие вопросы могут быть в данном раунде? Например, рассмотрим только несколько из них. Кто является главой Российской Федерации? Варианты ответов – министр, президент, Совет Федерации, король. Следующий вопрос. На каком материке находится Россия? А. Европа, Б. Евразия, В. Антарктида, Г. Азия. То есть это такие несложные вопросы, ответы на которые обучающиеся, как правило, находят на этапе знакомства со страной. То есть предполагается, что все знают ответы на эти вопросы, ну или, по крайней мере, должны знать. Следующий раунд – русский язык. Здесь предлагается 6 заданий, также 30 секунд на обсуждение каждого, но за верный ответ команда получает не 1, а 2 балла. Рассмотрим предполагаемые задания. Итак, выберите правильный ответ. Мой брат хорошо знает русский язык и отлично говорит А. По-русски, Б. Русский язык, В. Русским языком, Г. По-русски язык. Следующее. Подберите подходящее слово из предложенных вариантов и закончите предложение. Первое. Мои друзья любят. Второе. Его сестра с детства занимается. Третье. В магазине я купил журнал. И варианты ответов: А. Спорт, Б. Спорта, В. Спортом, Г. О спорте. Здесь, как вы видите, обучающимся нужно вспомнить существительные, в каких падежах используются с теми или иными глаголами. Также нужно отметить, что подобные вопросы встречаются в тестах для определения уровня иностранных обучающихся, поэтому такая викторина будет служить такой подготовкой к этому тесту, возможно, потому что все, что происходит в таком необычном формате, например, как викторина, лучше запоминается, и, возможно, обучающиеся при написании теста вспомнят эти задания и, надеюсь, ответят правильно. И переходим к последнему раунду. Называется он «Россия». Здесь также предлагается 6 вопросов по 1 минуте обсуждения каждый, но за верный ответ команда получает 3 балла. Здесь могут быть следующие задания. Например, первое. Сопоставьте достопримечательность и город, в котором она находится, соединив нужные буквы и цифры. Достопримечательности. Красная площадь, озеро Байкал, Эрмитаж, памятник Салавату Юлаеву. Города, то есть места, в которых находятся данные достопримечательности, это Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск. Следующее. Назовите великую личность России, составив из букв правильный ответ. Например, первый космонавт Земли. Здесь вы видите буквы, которые нужно поставить в нужном порядке, чтобы получить правильный ответ, и, конечно же, это будет ответ Гагарин. Или, например, русский поэт, автор романа в стихах Евгений Онегин и многих других великих литературных произведений, это, конечно же, Пушкин. Итак, следующий этап завершающий. Здесь преподаватель собирает бланки, производит подсчет баллов, озвучивает правильные ответы. Далее оглашаются результаты викторины, и победителей награждают аплодисментами. Важный элемент этого этапа – обсуждение игры, эмоций обучающихся, ответов, а также допущенных ошибок и их причин. По результатам викторины и последующего обсуждения могут быть сделаны выводы о необходимости дополнительного обсуждения затронутых тем и проблем с возможностью последующего их включения в занятия. Предлагаемый нами фрагмент занятия на основе викторины можно адаптировать под особенности группы, обращая внимание на уровень владения русским языком обучающихся, на программу обучения, многонациональность, фоновые знания студентов. Важно учитывать данные особенности при подготовке викторины, так как это не только помогает создать необходимые условия для развития коммуникативных и лингвокультурологических компетенций, но и стимулирует иностранных обучающихся к активному участию в занятии. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые будут. Пожалуйста, может быть, у кого-то есть вопросы, суждения по выслушанному докладу. Айгуль, большое вам спасибо. Ну вот у меня такой вопрос возник. Скажите, пожалуйста, данная вот работа, она рассчитана на обучающихся какого уровня владения русским языком? Уровня А2, Б1. То есть А2 они уже должны к этому времени усвоить и переходить к уровню Б1.
Вот на данном этапе можно проводить эту викторину, уже слова соответствуют нужному лексическому минимуму, которым должны владеть обучающиеся. Ну, можно адаптировать, к сожалению, не всегда все обучающиеся владеют нужным уровнем той или иной группе. Можно адаптировать, конечно, под свою группу, как я уже сказала. Ну вот примерно А2, Б1 будет вполне комфортно всем обучающимся. Ну и вот все-таки какую функцию, как вы считаете, в основном подобные викторины выполняют в методическом плане, я хотела сказать, да? То есть вот они, ну, не буду говорить варианты, вот, ну, то есть вот они для чего в процессе обучения, они как для чего? Они повышают интерес к изучению, помогают запомнить материал, потому что когда очень много часов, вот, например, у нас по 4 пары в день с одной и той же группой, допустим, 4 пары подряд с одним преподавателем по одной и той же дисциплине, это очень сложно, и, может быть, обучающимся будет немножко комфортнее, если виды деятельности будут меняться. Например, иногда можно включать викторину. Также можно ее проводить и в дистанционном формате. Все, благодаря Zoom можно трансформировать, да, добавить, может быть, мультимедийные элементы, добавить музыку, тоже будет интересно. Также, если, например, мы говорим про второй раунд, русский язык, там были вопросы, как я уже сказала, которые встречаются, похожие вопросы встречаются в тестах, которые обучающиеся должны сдавать на определение своего уровня. То есть таким образом они еще и готовятся к этому тесту, сами того не подозревая, в таком интересном формате. Потому что это же игровой формат, и обычно он не воспринимается как какой-то нудный, неинтересный, и обучающиеся с удовольствием выполняют задания. И при этом они готовятся к будущим тестированиям или, возможно, контрольным и зачетам, в которых тоже могут быть подобные вопросы и задания. Большое спасибо. Ну, то есть это все-таки закрепление материала, да, такое получается в большей степени. Большое спасибо, Айгуль. Спасибо. И наша секция еще не завершает свою работу. Впереди у нас 2 доклада. Но вот согласно программе, следующий доклад, разрешите, я возьму слово. Мы тоже со студентами готовили сообщение к сегодняшнему к сегодняшней конференции и работе нашей секции. И вот я в соавторстве со студентами и со студенткой 4-го курса Петровой Владиславой и магистранткой 1-го курса Салимбаевой Екатериной подготовила доклад, посвященный онлайн-платформам для обучения и проблемам дистанционного литературного образования. Но разрешите, я сначала возьму слово и потом передам его уже студентам. У нас действительно вот такое подготовлено совместное выступление. Но выбор данной темы для выступления был обусловлен необходимостью осмысления опыта реализации дистанционного формата обучения в прошлом и текущем учебном году. Необходимо подчеркнуть, что содержание сборника материалов конференции, вот, которые мы готовили, сделало на самом деле вот эту проблему одной из самых центральных, и очень много статей было прислано в наш сборник именно касающихся проблем дистанционного образования. Хотя, собственно, отдельно мы эту тему не выделяли и не заявляли как такую самостоятельную проблему, но, тем не менее, говоря о методике преподавания русского языка, литературы, иноязычного образования, коллеги обратились именно вот к этому аспекту, это не случайно. Интересный вот для меня факт, что и до сегодняшнего дня образовательная система в России находилась в состоянии динамичного реформирования. Но современная ситуация требует еще большей мобильности и гибкости. Вот я хотела бы обратить внимание наших коллег и магистрантов, студентов на то, что действительно мы и до этого всегда говорили, что наше образование и так очень быстро меняется. Реформа следует за реформой, но нынешнее время показало, что это еще не тот темп развития, и проблемы сегодняшнего дня задали его еще больший. И в данной ситуации необходимости принятия быстрых решений хотелось бы подвести некоторые итоги, наметить приоритетные пути дальнейшего профессионального роста в сложившейся ситуации. В академической среде отношение к дистанционному обучению сложилось противоречивое. При осознании его необходимости одни подчеркивают его преимущества, другие, напротив, видят негативные стороны. Это отсутствие социализации, полноценной коммуникации, ну и мотивация обучения и так далее. Но, по всей видимости, процесс цифровизации образования не остановить.
И, судя по всему, он будет набирать обороты. И вот эти наши надежды на то, что мы вернемся полностью в офлайн формат, они, наверное, не совсем оправданы. И я хотела бы вот обратиться к итогам прошедшего недавно в Москве четвертой глобальной конференции по новым образовательным технологиям Crunch on Demand называется эта конференция. Прошла она при финансовой поддержке Сбербанка. Буквально вот на прошлой неделе эта конференция проходила. Участники конференции были ректора ведущих московских вузов, и они все единодушно заявили, что переход во многом к онлайн-образованию неизбежен, и констатировали, что вплоть до 30% учебных курсов перейдет в онлайн-формат. В этой связи очевидна необходимость не просто приспособить привычные методы обучения к новым реалиям, но искать принципиально новые подходы. И поэтому вот эта методическая тема, методическая проблема о том, как вести онлайн-обучение и дистанционное образование, как организовывать, она, несомненно, актуальна. И литературное образование в этом смысле имеет свою специфику, то есть очевидно, что методика различна в приложении к разным дисциплинам, и здесь поэтому есть тоже свои аспекты и нюансы. Но прежде всего, чем вот обусловлена эта специфика, собственно, литературного образования? Это обширность осваиваемого материала, который требует систематизации, отбора, интерпретации. И в этом смысле роль преподавателя очевидна. Но методическая работа в формате дистанционного обучения становится более трудоемкой, что требует, конечно, пересмотра нагрузки преподавателя. Кроме того, самостоятельная работа студентов по филологическим дисциплинам и литературоведческим дисциплинам связана с интерпретацией текста. И, с одной стороны, конечно, дистанционный формат обучения позволяет осуществить индивидуальный подход, то есть она позволяет студенту высказать свою индивидуальную самостоятельную точку зрения, и преподаватель как бы не давит на него, что ли, вот он может сам интерпретировать текст, увидеть в нем какие-то особые нюансы, но вместе с тем здесь, конечно, возникает проблема оригинальности представленных работ нашими студентами. Она может быть решена и технически, и методически. Ряд обучающих платформ предоставляет сервис автоматической проверки текста в системе антиплагиат, и в этом случае несоответствующие требованиям работы не загружаются для проверки преподавателем. Альтернативным выходом может быть разработка творческих заданий. Кроме того, на наш взгляд, очень важно взаимодействие разных сторон образовательного процесса, студентов и преподавателей, точно так же, как учителей и обучающихся, взаимодействие в освоении новых цифровых технологий. И, собственно говоря, вот из этой идеи вырос сегодняшний доклад. То есть я хотела как раз дать слово студентам в решении вот этих проблем технического обеспечения. И вот мне кажется, мы как бы должны находиться в таком сотрудничестве, в обмене мнений по поводу того, какие же платформы для обучения являются наиболее продуктивными и интересными. И я обозначила некоторый такой круг проблем, которые существуют в связи с введением дистанционного или онлайн-образования. Но среди них хотелось бы более подробно остановиться на вопросе о принципах отбора онлайн-сервисов для осуществления дистанционного литературного образования. На наш взгляд, он должен определяться следующими задачами. Он должен позволять ясно систематизировать разнообразный материал литературоведческих дисциплин, обеспечивать мобильную обратную связь с обучающимися, давать возможность интерактивного взаимодействия, способствовать самостоятельности обучающегося при выполнении заданий. Ну и вот конкретно какие это могут быть онлайн-сервисы, я бы хотела предоставить уже слово студентам, передать эстафету студентам и по плану, по логике далее предполагается продолжить выступление Петрова Владислава. Катя, вы, пожалуйста, сверните презентацию, да, и слово Владиславе, пожалуйста, вы включаете демонстрацию своего экрана, и мы будем вас слушать.
Здравствуйте. Появление интернет-технологий привело к развитию новых форм обучения, начавших реализовываться через образовательные ресурсы. Так активно стали развиваться платформы для организации видеоконференций типа Zoom, Skype и так далее, которые способствуют приближению дистанционного обучения, некогда являвшегося только асинхронным, привычному синхронному формату. Однако следует отметить, что курс обучения из-за специфики дистанционного образования из традиционной формы в цифровую не может быть просто скопирован и перенесен. Требуются дополнительные инструменты для вовлечения в процесс обучения и удержания внимания аудитории. Для достижения данных целей в последнее время стали активно использоваться онлайн-доски, цифровые платформы, благодаря которым можно создавать ментальные карты. Число приложений, которые осуществляют данные функции на рынке образовательных технологий, растет. Наиболее известные из них – Classroom Screen, Concept Board, Whiteboard и Web Whiteboard. Подробнее ознакомимся с возможностями онлайн-доски на примере платформы Miro. Miro – это программа, обладающая обширным функционалом. При помощи нее пользователи в режиме реального времени могут работать на бесконечном холсте, создавать цифровые заметки, загружать документы, презентации и таблицы. Это делает Miro важным вспомогательным инструментом для успешного освоения дисциплин. Следует отметить, что данная платформа давно зарекомендовала себя в кругу преподавателей иностранных языков. При освоении же курсов по литературе она применяется редко, хотя и подходит для этого, поскольку онлайн-доска способствует гибкому управлению рабочими процессами в цифровом пространстве. Рассмотрим основные пути использования Miro при проведении занятий по литературе. Результативным способом работы с онлайн-доской Miro является создание интеллект-карт. Как мы знаем, интеллект-карта – это разработанное по правилам графическое изображение накопленных в процессе мышления ассоциаций, выраженные знаками, символами, словами, которые кодируют смыслы. Наиболее простым вариантом является таким образом выведение интеллект-карты на экран через видеочат во время лекции. Центром карты в данном случае может быть, во-первых, тема занятия, во-вторых, отдельный вопрос, в котором посредством радиальной структуры необходимо детально разобраться. Более сложным способом работы с онлайн-доской может стать предварительное построение этапов лекции на основе модели интеллект-карты, где ее центром станет, как и в первом случае, тема занятия или проблемный вопрос, а радиальные ветви будут вести не к отдельным вопросам теории, а к ссылкам или графическим изображениям, представляющим различные части занятия. В таком случае лекция, которая будет осуществляться через видеочат, а изображение будет параллельно проецироваться на онлайн-доску, сможет включать теоретическую, а также интерактивную часть, что позволит обучающимся моментально давать обратную связь преподавателю, а также лучше запоминать материал, поскольку будут затронуты различные виды учебной деятельности. Для проведения занятий таким способом необходимо открыть доступ к интеллект-карте для всех обучающихся, чтобы они могли не только слушать и смотреть, но и активно включаться в работу. Рассмотрим подробнее, как может быть выстроено занятие при помощи онлайн-доски. Первая ветка центра таким образом может вести к области, где расположена ссылка на предварительный онлайн-тест по текущей теме, цель которого выяснить, каковы первоначальные знания обучающихся. Результаты, поступающие автоматически, позволят сразу акцентировать внимание на наиболее сложных моментах, на разъяснение которых преподаватель может остановиться подробнее. Важно, что возможность размещать на доске ссылки и гиперссылки позволяет визуально разгрузить карту, что в свою очередь поможет облегчить ее восприятие. Вторая ветвь может вести к, собственно, теоретическому материалу лекции. Это может быть как гиперссылка на интеллект-карту, содержащая ассоциативно выстроенный ряд, о достоинствах которого было упомянуто выше, или к ссылке на презентацию по данной теме. Положительной стороной платформы Miro является возможность помещать нужные видео и аудиофайлы сразу на онлайн-доску, что значительно сокращает время, которое могло бы быть затрачено на переходы на сторонние сервисы для проигрывания медиафайлов. Следовательно, третья область может содержать видео или аудиофрагменты, или иллюстрирующие теоретический материал, касающийся какого-либо художественного произведения, так это может быть, например, экранизация, или направление
или биография автора. То есть здесь речь идет, например, о документальных фильмах. Панель инструментов для взаимодействия с участниками включает в себя также чат, который можно использовать в качестве средства обратной связи. Так, в четвертую область может быть включен один вопрос по текущей теме, на который учащиеся в чате должны дать краткий ответ за определенное количество времени. Ветвь последней области может приводить к документу, содержащему задание домашней работы и ссылки на дополнительные ресурсы по данной теме. Наличие материалов, к которым следует обратиться позднее, позволит интеллект-карте работать и после занятия, так как студенты смогут возвращаться к ней, чтобы подготовиться к следующей лекции или к экзамену. Изложенные выше способы использования онлайн-доски касаются занятий теоретического характера. Однако основную сложность в настоящий момент составляет разработка и проведение онлайн-практических занятий. Поэтому потребность в использовании вспомогательных инструментов возрастает. Рассмотрим один из вариантов выполнения практических работ при помощи платформы Миру. Заключительной частью отдельного модуля или целого курса может стать исследование, проведенное учащимися по определенной теме и представленное через цифровую платформу. О том, что такой формат работы удачен, говорит выставка, организованная в Миру старшеклассниками Международной общеобразовательной школы Летова. На уроке истории под руководством учителей школьники сначала изучили процессы рубежа 19-20 веков, а затем воссоздали их посредством интернет-ресурсов и онлайн-доски в павильонах Всемирной выставки 1900 года в Париже. Помимо реализованной через медиа материала экспозиции, сосредоточенной вокруг карты Парижа, где были отмечены каждый павильон, достоинством онлайн-выставки стал продуманный маршрутный лист, указания на использованные источники, а также то, что организаторы поделились опытом проведения такого вида работы, так как в отдельном файле были прописаны этапы подготовки к выставке. Сущность такого подхода к итоговым занятиям универсальна, поэтому может быть применена во многих областях гуманитарного знания, в частности, на занятиях литературы, на которых важно сформировать умение воспринимать, анализировать, критически оценивать не только художественные, но и научные тексты. За основу будущей выставки можно взять исследование, посвященное отдельному произведению или биографии творчеству писателя. Таким образом, в первом случае могут быть представлены павильоны, касающиеся истории создания, своеобразия сюжета, композиции, системы образов того или иного произведения. Исследование биографии же писателя может быть разбито на основные этапы его жизненного и творческого пути. Разделенные на подгруппы учащиеся будут затрагивать один из аспектов ключевой темы и представлять итоги творческих и научных изысканий, используя многочисленный набор инструментов онлайн-доски. Вынужденный переход на дистанционный формат обучения обострил ряд проблем, в числе которых преподавателями и обучающимися выделяются сложности с объяснением, пониманием и запоминанием новой информации, трудности с развитием навыков коммуникации и отработкой знаний на практике. Такая качественная и, на мой взгляд, инновационная цифровая платформа, как Миру, позволяет решить указанные проблемы и в дальнейшем может стать одним из важных звеньев на пути внедрения новых технологий в дистанционный формат обучения, а значит задать правильный вектор развития современному образованию в целом. Спасибо за внимание. Владислава, большое спасибо. И продолжит наше выступление разработка методическая тоже Екатерины Салимбаевой. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Система дистанционного обучения развивается уже несколько лет в сферах инклюзивного и дополнительного образования. Сейчас она является повсеместной, в связи с чем возникли новые вопросы, связанные с ее организацией. Есть платформы, предлагающие учителям и школьникам готовые образовательные курсы и контрольно-измерительные материалы, но они в основном ориентированы на точные науки и предметы естественно-научного цикла. Также они содержат намного больше контента для начальной школы, меньше для средней и совсем мало чего могут предложить старшеклассникам. Это объяснимо. С каждым классом программа становится сложнее, учебный материал уже не так просто уместить в формат занимательных карточек и мультфильмов, обычно предоставляемых подобными сервисами.
Учителя отмечают, что подобные ресурсы можно использовать в качестве источника дополнительных занимательных заданий, но обеспечить полноценное дистанционное обучение они едва ли способны. Кроме того, почти все подобные сервисы являются платными. В старших классах невозможно ограничиться готовыми решениями, предлагаемыми различными сервисами. В таком случае организация дистанционного обучения старшеклассников по ряду предметов, включая литературу, превращается в поиск платформы, которая позволяет учителю самому насытить курс различными материалами, адаптированных к конкретным школьникам, обеспечивает учителю и обучающимся максимально комфортное общение с возможностью обмена файлами в различных форматах. Многие платформы для дистанционного обучения, которые могут обеспечить обратную связь, имеют высокие системные требования или не поддерживают русский язык. Наиболее подходящим сервисом оказывается Google Class, который является бесплатным, не требует установки на сервер, полностью переведен на русский язык и подходит для использования в образовательных организациях разного уровня. Рассмотрим возможности платформы Google Class на примере конкретной темы. В 10 классе школьники изучают несколько крупных произведений, которые трудно освоить самостоятельно. Остановим внимание на Обломове Ивана Александровича Гончарова. Введением в тему может быть подготовлена учителем презентация об идейно-художественном своеобразии романа. Для ознакомления с историей создания произведения можно прикрепить к посту с заданием ссылку на ресурс «Мир русской литературы», где содержится достоверная информация в сложно доступном и удобном формате. Предыдущий докладчик подробно рассказал о возможностях использования интеллект-карт на уроках. Подобную форму работы можно предложить обучающимся при рассмотрении образа Ильи Ильича Обломова. Классники могут презентовать свои карты в формате видеоконференции, организованной все на той же платформе. В ходе этого урока будет сделан вывод о двойственном характере Обломова и задан ключевой вопрос, почему герой стал таким. Обучающимся предлагается самостоятельно ответить на этот вопрос, ознакомившись с статьей Николая Александровича Добролюбова и материалами по теме на порталах Полка и Арзамас. Чтобы сориентировать школьников в большом количестве информации, а заодно и проконтролировать усвоение материала, учитель может создать опрос, используя Google формы. При дальнейшем изучении романа можно пользоваться перечисленными выше образовательными ресурсами. Разумеется, при желании учитель может подготовить теоретический материал в любом формате, то есть презентации, текстовый документ, видеолекции, самостоятельно и разместить его на платформе. Для контроля усвоения знаний можно пользоваться не только опросами, созданными с помощью Google форм, но и создавать на базе данного сервиса тесты. Google формы являются средством обратной связи. С помощью них можно создавать не только опросы, но и тесты, викторины, анкеты, вопросы, которых при необходимости можно дополнять изображениями и видеоматериалами. При создании Google формы автоматически формируется таблица, в которую вносятся ответы обучающихся, что позволяет учителю быстрее обработать результаты. Также платформа Google Class предоставляет возможность как оставлять видимые всем комментарии к записям в ленте, так и писать личные сообщения отдельным участникам курса. Платформа позволяет создавать разные задания для разных обучающихся, что делает возможным проведение контрольных работ с индивидуальными вариантами и реализацию принципа дифференцированного обучения. Так как стандартное задание в Google Class представляет собой обычный документ, замечания к выполненной работе можно оставлять прямо в тексте, выделяя их начертанием или цветом. Это ускоряет проверку работы учителя и упрощает понимание учениками ошибок. Google Class является достаточно удобной образовательной платформой, а данная разработка может быть предложена как методический материал для учителей. Так, большое спасибо. Может быть, у кого-то есть вопросы? Вроде бы таких вот вопросов не возникло конкретных к данному докладу, но действительно в завершении хотелось бы сказать, что с одной стороны вот онлайн-сервисы, они совершенствуются, действительно дают очень большие для нас возможности в сфере образования, предоставляют и использование различных методических приемов. И, на мой взгляд, сегодня самая такая большая сложность – это время для освоения вот всех этих ресурсов. И
в том пока что, вот в том формате, в котором существует сейчас и вузовское, и школьное образование, при той нагрузке, которая существует сейчас, конечно, дистанционное образование осуществлять очень тяжело, потому что освоить и воспользоваться всеми вот этими возможностями в таком режиме дистанционном сложно при вот той учебной нагрузке, которая сегодня есть, несомненно. Ну и, наверное, действительно в итоге можно сказать, что онлайн-обучение есть, в нем есть и свои положительные моменты, но в полной мере, конечно, заменить, что ли, очный формат, конечно, не вполне в состоянии. Ну что же, давайте мы с вами перейдем к последнему докладу, который заявлен у нас сегодня в работе нашей секции. Это доклад аспирантки Киргизского университета Ма Дюань. Вроде бы вы должны быть на связи. И доклад звучит, тема доклада «Русский язык как иностранный. Формирование толерантного поведения у студентов гуманитарного профиля». Пожалуйста, вам слово. Так, наш докладчик на связи или нет, я вот не совсем понимаю. Вот, вот я вижу, да, вас. Ага. Да, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Риски в формировании толерантного поведения у студентов гуманитарного профиля. Современный мир и принятие в этом мире нормы поведения приобретают черты, отличаются от недавнего прошлого народов. Его населяющих прежде всего это связано с бурным развитием интеллектуального потенциала и научно-технического прогресса в сфере информационных технологий. Также можно констатировать изменения приоритетов художественных ценностей, в частности. Включите видео, Мадюань. Видео включите. Да. Хорошо. Ага. Здравствуйте. Так, продолжайте. Да, мы вас видим и слышим, все хорошо. Угу. В частности, терпимости к представителям культурных представителей. Особую значимость вопрос толерантности приоритет в педагогике студентов. Воспитание их в духе ценностей, ориентации в обществе. В процессе профессионального обучения и облечения каких-либо духовных качеств подрастающего поколения. Во время подготовки специалистов в высших учебных заведениях особо остро состоит обращать внимание воспитание толерантности. Это объясняется рядом факторов. В ученые планы не включенный учет теоретика методологической основы воспитания толерантности. Необходимым условием воспитания толерантности должен стать учет в педагогической деятельности индивидуальных психолого-физиологических особенностей молодежи, осуществление дифференцированного подхода к студентам, имеющим разных уровней толерантного сознания. Прежде всего, необходимо понять роль молодежи, в том числе наиболее прогрессной студенческой ее части в обществе. Студенты, обучающихся на гуманитарных факультетах, должны понимать, что их профессия связана не только с обретением научных представлений об окружающих мире, но и воспитание личности и качеств, которые обусловлены современными тенденциями образования, связаны с необходимостью подготовки
высокопрофессиональных нравственных предприимчивых специалистов, способных сотрудничать, обладающих критическим мышлением, готовых к взаимодействию как в сфере профессиональной деятельности, так и межличностных и межкультурных отношений. Необходимо обратить внимание на то, что современное общество подвержено разного рода рискам, связанных с понятием причинами, которые возникают вследствие необратимых процессов ускоренного внедрения технического прогресса. Во-первых, это разрушение экологии. Необходимо учить студентов искусству выживания и мирного сосуществования с окружающим миром. Во-вторых, экспоненциальный рост населения Земли, влекущий сосуществование людей различного долга. В-третьих, ускоренная цифровизация, искусственный интеллект в розе превосходстве людей, технические возможности вытесняют роль человека во многих сферах производства. Это приводит к деградации вербальных ощущений, притуплению эмоций. Исследовательно опасности, о которых говорила выше, необратимы при игнорировании вопроса. Воспитание при подготовке специалиста в целях – это и риски, возникающих при отсутствии формирования толерантного поведения. Тем более актуальнее становится решение вопросов личностного поведения, будучи специалистов, призванных нести гуманное в общество. В Декларации принципов терпимости от ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 году говорится: толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытости, общение и свобода смысла, совести и убеждений. Толерантности – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурного мира. Толерантность понимается нами как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или оправдание какой-либо одной точки зрения. Толерантность означает признание прав другого, воспринятие другого как себе равного, претендующего на понимание и сочувствие, готовности принять представителей других народов и культур таким, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия и уважения. Толерантность соотносится нами с понятием терпимости как уважение или признание равенства других и отказ от доминирования или насилия. Формирование толерантного
поведения таким образом являются одной из общих задач обучения студентов гуманитарных факультетов. Эта проблема включена в круг интересов множества ученых с обозначением определенных принципов и усилий для этого. Риски конфликтов и проблем толерантного воспитания таким образом волнуют сегодня не только нашу страну. Это говорит о том, что тенденция возникновения рисков в среде молодежи становится объектом внимания образования всего мира. При этом основное внимание уделяется проблемам культурного разнообразия межнациональных, в первую очередь, разноязычных контактов. Не случайно ЮНЕСКО объявил день 21 мая днем, когда весь мир отмечает культурное многообразие мира. Эта организация также приняла всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурной разнообразии. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такой интересный доклад. Всегда очень приятно слушать наших студентов, аспирантов, преподавателей иноязычных с хорошим научным стилем, да, с хорошей речью. Мне кажется, что у вас действительно очень интересные исследования. Спасибо. Коллеги, да, спасибо вам. Коллеги, вопросов вот в чате я больше не вижу. Может быть, кто-то может так лично задать. У нас осталось буквально 5 минут для завершения работы нашей секции. После нас уже идут другие секции зарубежной литературы. Может быть, суждения какие-то есть у коллег, что-то хотите, какие-то итоги работы нашей? Ну что ж, я думаю, большое спасибо за ваши слова благодарности. Мы все это видим в чате. У нас было большое количество участников нашей секции. Еще раз спасибо, что подключились, что поддержали, задавали вопросы. Мы обязательно отметим всех участников. У нас будут сертификаты уже участников этой международной конференции. Конечно, получат сертификаты и те, кто выступают. Будет издан сборник данной конференции. Электронный вариант обязательно будет, по-моему, в Ринце, да? Да. Ссылки будут. Обязательно мы коллегам нашим всем эти ссылки тоже скинем. Вы можете посмотреть, почитать. И приглашаем вас... Да, к дальнейшему тоже. У нас ежегодные вот эти конференции, ежегодно эта секция проходит, поэтому активно приглашаем участвовать и студентов, и аспирантов, и преподавателей. Да, Нурлан Аламкуловна. Динара Франгиревна, большое спасибо вам за приглашение на участие в этой конференции. Ну, поскольку там выступал и наш ректор, и проректор, мы, конечно, на сайт постараемся участие в этой конференции написать статью туда. Очень хотелось бы поблагодарить молодых магистрантов, которые поделились своим опытом, рассказали об интересных таких интерактивных методах обучения. Большое спасибо вам и вам, как ведущим этой секции. Спасибо, Нурлан Аламкуловна. Информацию о конференции тоже мы вам отправим, да, для того, чтобы полностью вы смогли на сайте тоже все это отобразить у себя. Ну что ж, коллеги, наверное, завершаем, да, работу нашей конференции. Всем хорошего дня. Кто-то тут даже в чате писал «Хорошего Нового года». Это очень важно, да, на самом деле, чтобы Новый год нас порадовал, действительно. Чтобы в новом
учебном году мы уже могли встречаться не только в виртуальном пространстве, да, а обязательно могли встречаться на конференциях и вживую, и общаться друг с другом. Всех было очень приятно видеть здесь, прекрасное выступление. Спасибо за поддержку. Спасибо большое, всем желаю крепкого здоровья. Сейчас очень это, как сказать, актуальная тема, всех нас касающаяся, и, наверное, это самое главное сейчас пожелание. Спасибо всем большое за работу. Да. До свидания, коллеги. До свидания. Хорошего дня. До свидания, спасибо вам. До свидания.